единомышленник, там на видео он есть. Это мой единомышленник. Закаева пока не отстранили. А на полставки перевели или что? Не, он нормально держится, на шариате держится. На том же довольстве или сократили ему это пособие? Все нормально, на шариате держится. Ну ладно, не, ну Закаев, я думаю, что если он не крыса, то он должен как бы, ну, делиться теперь этой своей пособием, зарплатой, сигналом. Все-таки он же говорил, это мой брат, мы единомышленники, мы как бы, что он там рассказывал? Брат, да. Табуретку поменял и все, пока остальное все. Не, я надеюсь, Закаев порядочный, он не, я понимаю, там Курочкины, может, сократили бюджет им, смотрящим Курочкиным, они вынуждены были сократить, Министерство иностранных дел сократить. Ну, Закаев, если порядочный человек, он должен с Инальчиком делиться. Я думаю, там им хватит на двоих. Ну, надеюсь, что он порядочный. Что он своего соратника не... А? Донахчи. Дорого назначает. Дорого знаешь? Кто? Кого? Дорохов. Дорохов? Хороший русский очередной? Да. Дорохов? Да. Не знаю. Казак. С Грозного? Может, он с Грозного? Если с Грозного? Не с Грозного? Не? С Грозного, да. Его Дорохов с Грозного? сейчас. Дорохов с Грозного? Да. В какой школе учился? Да. В какой школе? В первом, по-моему. В первой? Не, я во второй. Не знаю, значит. Я во второй. У нас вот это вся, это мажоры в основном вот это, по-моему, во второй больше у нас было там этих обкомовские, горкомовские там вот эти вот. Весельчаков. Весельчаков, ну, да, новшие мажоры у нас там присутствовали, да. Весельчаки, да. Там. Ну, он же, по-моему, он же является этим родственником Асламбека Шарипова или однофамильцы. По-моему, даже родственник. Потомкам якобы. Ну да, дедушка не зря старался же за советскую власть бороться. Ну, поэтому советская власть, вот и поэтому и потомков, раз дедушка старался за советскую власть, и там мои воевали, там поджигали, там вредители, понимаете, то мы как бы, мы не в таком почете. Вот. Поэтому мы там сидели тихо и как бы никуда нас, мы... А те, кто за советскую, они победили, поэтому они мажоры. Стихаря, аккуратно. Ну, под Олея косили. Ну, сидели, у меня дед говорил так, надо сидеть тихо, беречь себя, и они потом сами друг друга, этому рано или поздно придет конец. Они сами, говорит, друг друга перехреначат. Это мне дед это говорил, мне было лет 10, я малой был, говорит. А он как бы старался там о вот этих годах не говорить, потому что боялся, чтобы я там где-то языком не ляпал. Вообще эти темы были закрыты. Тема гибели брата его родного под Владикавказом, который против красных, там что-то, его убили под Владикавказом. То есть он вообще пропал без вести, даже тело не могли получить. Вот, их родной брат, их 3 брата. Вот. И эта тема была табуирована, закрыта. Ну, чтобы, как бы. Говорит, сиди, молчи, тихо, туда-сюда, и все. Сидим, молчим. Никуда не лезем. Примерно то же самое мне тоже говорили. Такое ну, я такой, у меня там папа такой, знаете, это самое. Я тоже там, как бы, языком там болтал, и молодой, хочется правды там, знаете, и короче, такое. Короче, поэтому там был под присмотром органов. Донахчи. У меня сейчас... Разрешили хоть мне поступить, но это уже был 85-й, уже перестройка, а так бы хрен бы они мне дали в Москву там поступить там на нормальный вуз. Уже потому что перестройка была. Мне даже, там еще фестиваль молодежи был этот, мне специально разрешение выписали, чтобы я мог в Москву заехать.
Мне Какие выписали разрешение, я самолетом Грозный улетел на Москву с аэропорта. У меня Какие разрешения были. Туда никого не, туда бы не пускали, надо было иметь разрешение. Ну, годы выписали. какие были? А? Какие это годы были? Был фестиваль молодежи и студентов. Какой там был? 84 или 85? 80-е, короче. Не, там какой-то был, какая-то движуха была. Вот эти вот. Ну, Донахче. У меня вопрос сейчас, точнее очередь из двух вопросов. Один именно к вам, а другой общий ко всем. Вот сначала, который к вам задам. Вот это больше глубже в историю. Вот казаки, да? Я просто плохо знаю вот эту тему про казаков. Это такое сословие из разных представителей, из да представителей нет, разных славянских все, этносов, получается, что это? нет, это все. Короче, я говорю, я не знаю, я не могу говорить, я тоже, я не специалист. Я не могу говорить о других там каких-то гребенских, там, терских, которые там где-то там в Осетии, там, Кизля. Вот Там, я могу там говорить за Сунжинскую линию. Туда пришли, большинство пришло с Кубани, этнические украинцы, потому что мы пели песни на украинском языке. На украинском языке пели вот эти казачьи песни, что есть в репертуаре этого кубанского вот этого знаменитого хора, мора, там, танцы, пляски. Все. И где-то процентов, ну не знаю, там 60, может 65, может 70. Остальная часть пришла с Дона. В основном старообрядцы. У меня дед как бы по этой старообрядческой линии. Он никакие церкви не ходил, он так дома там вот, икона молился. И на Васиновской, на кладбище. Сейчас я скажу. Там кресты вот эти с антеннами. Туда пришли, короче, этнические украинцы с Кубани, из Дона старообрядцы, и там перемешались, и в каждом там стала украинская кровь, там пели в основном украинские песни. Все. Мы вот это «Ойся, шмойся», у нас такой песни не было. Вот казаки в общем, да, это там Один вопрос. представители разных славянских этносов, да, то есть... Да это вы копаете какие-то этносы. Короче, отличительная особенность, я коротко скажу. Отличительная особенность, общинная организация, все вооружены, демократия прямой идеи. Собрались вооруженные, лучшего выбрали, представляющие интересы. Все. Мне я Кто просто там? хочу узнать именно этнический вопрос. Дело, минуту. У вас из сунжинских кто-то ДНК-тесты сдавал? Зачем? Может, черепа мерить надо еще? Ну, вообще. Да не, вообще, сейчас такое есть же во всем мире. Там, есть, да. Хотя некоторые государства прижухли сейчас, свои не хотят. Да, у меня один коллега по профессии, он сам еврей, израильтянин, он что-то какой-то пост написал, там в Фейсбуке читал, какое-то было время, они говорят, надо прекращать сюда вот это переселение и брать кровь, и ДНК, и черепа мерить, короче. Ну, чтобы там ни евреи не проникали сюда. Да, это не та тема какая-то, нацистская. Я вообще, там есть просто, ты можешь изучить свою вот эту отцовскую, материнскую, если надо. В частности, интересно, отцовская линия, как вот это вот там, распространялось и так далее. Поэтому я спрашиваю, просто у казаков сунжинских есть одна своя группа? У меня мама сунжинская, у меня отец в советское время туда приехал в командировку с Дона, там и остался. У меня отец с Верхнего Дона. Он уже в советское время уже туда сбежал с Верхнего Дома, там бедный регион. Хрущев сократил армию, он приехал, набрехал, что он в отпуск приехал, собрал манатки и убежал во Владикавказ к двоюродному брату. Там его двоюродный брат уже в Владикавказе был. Потому что там на Кавказе было сытнее, там работа, более зажиточно все было. И он убежал оттуда. И оказался в Васиновке в командировке, они там в Бамуте что-то там строили.
Вот так он с моей мамой Васиновской познакомился. Она еще в школе училась. О. А потом она в техникум в Грозном, в нефтяной поступила, они туда переехали, поженились. Ну и я появился. Просто я хотела узнать именно этнический вопрос. То есть казаки в общем, там есть украинцы и есть и другие славянские. Да. Это Смотрите, касаемо Сунжской линии. Там была смесь украинцев этнических и донские казаки, это отдельная тема для разговора. Это Остготен, это восточно-германские племена. Была у них язык мова, гутар, ну там некоторые люди сохраняют. Если будет независимость Дона, Российская Федерация распадется, будет создано государство донских казаков и там калмыков, которые с ними воевали против советов, как там по крови очень сильно воевали. Вместе прям калмыки. И немцев по Волжье. Екатерина немка сама, она селила, немцы по Волжье, это были чуть севернее, казаки с ними братские отношения имели, браки и так далее. Донские считали это как один народ. И внешне похожи причем. Что немцы, что вот Верхний Дон, это вот смотришь, это Нидерланды внешность, Дания внешность, Прибалтия, походу, ну, скандинавские страны по внешности. Меня везде принимали за немца. Ну, как ты на немца похож или на Прибалта. Все. Потому что у меня 3/4 донская кровь, 1/4 украинская по матери. Ну, как бы, вот так. Но там все, Сунжская линия, там все имеют в крови украинскую этническую кровь. То есть там песни пелись на украинском языке. И имена, половина имен именно были на украинский лад. Павло, Петро, Василь так и называли. Вот так и называли. Не там, не Паша, не Петя, не Вася, а Василь, Петро, Павло, ну какие там. Вот такие вот. Например, когда там сейчас где-то написали, какой-то там нарисовался атаман сунжских каких-то там округа в Ингушетии, какой-то у него имя, фамилия, которая у нас таких не бывает, больше рязанская, и имя Игорь. У нас Игорь такое имя, я не слышу, чтобы Игорь было. Оно не присуще вообще этническим украинцам. А он там какой-то атаман с рязанской фамилией по имени Игорь. Просто левый чувак там какой-то. Ну, там, элемент он или ФСБшник, кто он там. Ну, да. Вполне возможно. Да, не вполне возможно, а так, ну, это типа Шмакова. Очевидно. Шмаков такой же там. Ну, такие, типа, это шмаковщина все. Все вот эти шныри там все. Они к нам отношения не имеют. А немцы, это, насколько я слышала, это как бы беженцы были, да, которые из Германии пришли. Не, смотрите, ситуация, я сейчас, потому что есть заблуждение по донским казакам. Донские казаки воевали с Москвой, очень сильно воевали, с Дона выдачи не было, постоянно были эти походы, эти карательные на Дон. Когда? Там был закон, с Дона выдачи нет. Катерина стала немка, был заключен договор, потому что она немка, как бы, ну вот, и типа своя. Вот, и эти Романовы, они тоже немцы, там у него там жена, она полунемка, полудатчанка, то есть это они немцы, грубо говоря. Поэтому с этого момента Дон стал как бы на службе, потом наши пришли к власти, грубо говоря, наши по крови этнические пришли к власти, немцы. Например, сейчас в Москве был власть полностью была бы у Нохчей. Президент Нохчи, парламент, наши там все там силовые структуры, то как бы мы к этому? О, отлично. Ну так же и мы присягнули, потому что царь немцы пришли, так с Москвой воевали. Потом большевики кончили. Вот замутил тоже Дон и немцев туда притащил. И Романовых кто? Романовых кто по крови? Немцы. Там я... Чеченцы, какие немцы? У нас еще, тогда еще лучше. И еще лучше тогда. Тогда, бачишь, у меня прадед, тогда какие ко мне вообще-то претензии? У нас есть потомок Романов прямой. Ну так тогда вообще прекрасно. Так мы на этом можем строить свою политику, мифологию, историю. Кто сильнее, тот и управляет историей. Победитель управляет не только как бы, ну, вот, сегодняшним днем, он управляет и прошлым. И как бы и решает, что будет завтра.
Кто сильнее, Да, вот да, сейчас такое время, кто сильнее, тот и решает, что было раньше, что было, что делать сейчас, кого там на эшафот, кого на бутылку, там, кого еще куда-то. И что делать завтра, пока его не свергнут. Нахчи, насколько я поняла, Я вы не хотели согласен. вы Да. хотели аналогию привести, наверное, что вот как бы люди с немецкой кровью пришли к власти, и поэтому ваши служили им, вот Да. что наконец-то немцы Ну, пришли а какая ваши. логика? А до этого они воевали, а потом начали Да. служить. Значит, где логика какая-то есть? Понятно. На да. Дону все с хлебом солью встречали Германию, Гитлера. Вообще, Гитлера восстанавливали права, давали землю, церкви открывали. Мы же для нас Гитлер был освободитель. Только Авистра Холефтер. Для нас не Хампаша Нуродилов, пулеметчик, герой, а те, кто воевали на стороне Германии. Я, например, Ну, видишь, бандеровцам... что интересно, у нас много есть тех, кто воевали за Русню, к сожалению. Да. Вот у меня дед тоже пошел там офицером. Мои там, воевали туда, по принуждению. Да. Он может тоже по принуждению. Представь, не по принуждению. Мой дед там учился, и вот так туда его затянули. Кончал вот это училище военное там. То есть он сам сознательно, добровольно пошел туда? Ну, добровольно я бы не сказал, но затянут он оказался туда. Ну ладно, ну что теперь? Ну, я имею в виду, в любом случае он воевал за вот эту вот советскую Русню, да? А вот ваши там какие-то другие, как бы наоборот, там против. Да. И при всем при этом нас потом как в качестве врага. Я сейчас не пытаюсь там оправдать, там, что правильно за Русню воевали. Надо было вообще Русню мочить всеми средствами. Там, Гитлера, Шмитлера, без разницы, кого угодно использовать. Но вообще сама вот эта ситуация, да, вот вас, Сунжинских, в наши дома посадили, а нас вывезли оттуда. Вот интересно. Не, подожди, мы в 20 веке ни в чьи дома не заходили. Ну, как бы, сунжинские. Ну, не конкретно вас, но там других сунжинских. Ну, а так это же не мы тогда, ну, не надо нас тогда лепить к этим. Я знаю, что чеченцев, когда выселили, там в Урус-Мартан, туда, в эти села, начали завозить с России, вот этой, с Красного пояса, так званого, каких-то людей. Ну, а мы к ним отношение какое имеем? Ну, причем здесь не надо вообще, нас... власовцев сколько было вообще? 1 миллион, по-моему? Ну, я не знаю, больше 1 миллиона там. Нет, там имеется в виду, что несмотря на то, что там какие-то чеченцы, да, служили в их власти, несмотря на это, весь чеченский народ отправили в Среднюю Азию, а этих этнических украинцев, да, получается, то есть казаки, их не отправили, несмотря на то, что на тот период они воевали против. То есть их Ну, как бы, непонятно, смотрите, почему, в чем логика этих решений. Не массово, подождите, воевали. Логика, я скажу в чем. Логика в том, что чеченцы были мусульманами, то есть недоговороспособны. В ближайшей, будущей, последующей перспективе это абсолютно ненужный как бы народ. Не, я не согласен. Вопрос не в религиозности, а в самом менталитете. То есть тут я немножко не согласен. Вы правду говорите то, что, ну, только тут вряд ли это мусульманский фактор, вряд ли. Но это тоже один из, не единственный, конечно. Не, тут, ну, мусульманские, ну, мы знаем, ну, какие, у нас, как бы, мы там, вот, у нас, вот, мы жили там, мы не были сильно, как бы, у нас религиозность такая была какая-то, ну, где-то там на 10-м, так, мы, ну, да, мы православные, ну, там, ну, да, ну, и все. Ну, то есть, чтобы мы там что-то там распространяли, что-то там возникали, там, и этого не было даже там. Ну, похоронить там по православному, ну, там крест поставить, там, ну, там молитву прочесть. А так, чтобы там бегать, что-то там
крестные ходы или что-то там, что-то фанатеть у нас тут не было. Также у чеченцев не было. Это вопрос не в религии тут. Вопрос в том, что, как бы сказать, как бы волков в стадо не загонишь. Донатч, что По-моему, происходит в тоже Киеве? отправляли. Я тоже. Донатч, что происходит в Почему там у Киеве? чеченцев волк? Мне нравится вот это волк. Я говорю, тут нет, даже новую религию давайте сделаем. Ахчиянство, чинокчиянство. Скажет, он давно хочет сказать. Я бы сделал новую религию, нохчиянство. На икону волка, обрамленный черемшой, у волка в руках автомат, как его, УЗИ или что-то там дадим, борс. И вот это нормальная тема. Вот это наша сущность. Потому что... Он давно хочет говорить. А то почему я сюда захожу? Ну, я там вырос, как бы, мы очеченились в каком-то смысле, если там, я, например, Вот демонстрация как раз 1 мая по была, я в школе этому учился, поводу я демонстрация хочу, 1 мая 20 какая-то, сейчас скажу, минут демонстрация 1 мая, слушай, трудовые Дон коллективы Ахти. прошли, потом сельские районы идут, сельские районы пошли со знаменами, демонстрация 1 мая, потом знамена свернули, все идут под кинотеатр «Космос», и там лезгинку там танцуют вот это. Я там стоял, пока это была движуха, пока вот эти танцы не заканчивались. Я стоял, мне нравилось. Сгорит, осторожно, подожди чуть-чуть, притормози его, дай тоже, другим тоже поговорить. Я уже 20 минут слушаю вас. Что происходит в Киеве, Донатч? Что у вас там Да. происходит? Не, я Там хотел бочка бы, вот, пошла. Дон Ахчи, Порошенко... Да что Порошенко- происходит-то? Позавчера высказаться вскочил в давно 5 утра хочет от сказать. взрывной волны. От взрывной волны вскочил. что за Нет, они беспредел на взрывной всех хате? Свободный, оба пристрелили Там уже Порошенко... полностью. Чамаскар уже, кой мысль, Абак пусть ну, вот выскажется, дайте Абак пусть. последнюю мысль, может, не доживу. Дон Ахчи, вот примерно, когда вы уезжали, Арвалай. Стрелла Пузау, выстрел Пузау. если он слышит, я просто, может, я не дослышал. Слышу. Я просто выключился, чтобы, а то я тут базар-вокзал развел. Вот, например, может, ты уже говорил, когда ты уехал вообще оттуда, из Чеченской Республики? Я лично 91-й год последний раз был, а моя семья в 2 этапа, весна-лето 92-го года. Короче, их вынудили, да, уехать? Ну, мягко говоря, так, да. Я считаю, что это было специально, эта ответственность лежит на спецслужбах, и был запущен проект заранее. Начались уже движения по, скажем так, подрыву экономического потенциала, который, не только там железки, там заводы, а люди, которые могли вперед толкать. Вас начали выезжать, помнишь? Да, активно выезд начал с 90-го года, когда начались эти провокации. Активно начали уже 89-го. Кто начал, ты помнишь? Даже раньше, даже раньше. Конкретно начали, что уже заметно квартиры начали продавать. Да. Не, Жукцы выезжают в школу. Жукцы, у них там открылось, наоборот. У них открылась возможность там Израиля перемен, что Агулуш на этот период. Поэтому я хочу просто сказать, например, вот ты знал, там жил среди чеченцев, ты знал их характер, менталитет, все, хорошо, выехали, и там, и все, затерялись. Никто там, он обратно где-то, чтобы выступал, там беспредел, это не замечалось, это раз, как сегодня вот так и на Украине творится, тоже вот так. Выехали тогда с чеченской, с Чечни выехали, потом продавали квартиры,
потом приезжали в Россию и говорили, нас вынудили, там убивали, и там получали еще вот эти деньги. Вот эти спектакли, неужели ты не помнишь? Смотри, про эти... Помнишь ты это? Сейчас, смотри, послушай. Я тебе честно скажу, я про эти спектакли как бы начал узнавать, когда интернет активно появился, тогда какая-то информация пошла. В то время... Там интернет не надо было, по телевизору показывали. Ты что, не видел, что ли? Смотри, вот я тебе честно скажу, я вот всю жизнь настолько, я лично, мне нет времени смотреть телевизора, и вот я работаю так, что я телевизор не знаю, когда там последний раз где-то смотрел, может где-то футбол, зайду в бар случайно, там раз в неделю там пиво хорошего выпить, там телевизор включенный, какой-то футбол идет, все. Я не втыкаю в телевизор там, чтобы мне... Я что хочу сказать. Я много знал, и евреев знал там, и армян знал. Первые, которые начали выезд, это армяне и евреи. Ну, естественно, русские, которые там на повышениях, знаешь, где-то директора туда-сюда, они уже знали, что это будет. У них была эта информация. Они все сделали заблаговременно. Остались бедные бабушки, которые не могут там передвигаться, которые действительно примирились, жились. Уже вот этот костяк остался. Но этот костяк потом уже начали через спецслужбы подсылать. Там не было, в любом городе есть преступность. А в такой обстановке контролировать это полностью невозможно. Да, были, кто-то там отобрал, убийство было, но это расследовалось и находилось и наказывалось. Но это же, естественно, по телевизору не показывают. Я тебе, Вот мы у это уже... меня вопрос, просто все, я все сказал. Вопрос. Вот ты уехал там, и вот что, когда творится, у тебя очень много знакомых, твои же тоже украинцы, наверное, кто уехали. Что ты сделал, например, вот это несправедливо, как это можно? Этот белый один приехал, там 30 сколько человек, и то он сделал, который никогда не жил в Грозном, и он хотя бы внес лепту. А вы что внесли туда? Можно узнать? Я закончил. Смотри, я тебя разочарую. Я тебя разочарую. Мне тогда уже было понятно, что это как бы звенья одной цепи. То, что там Белый приезжал, там кто-то еще, Корчинский, не знаю, где он был там, или он фотографировался. То есть как бы, у меня близкие родственники, ну как, мамина двоюродная сестра близкие, они на Бароновке, улица Сунжинская. Они досиделись до начала, они там во время вот начала штурма, вот эта война, они там еще были. К ним зашли эти федералы, россияне, русские, кто-то там. Вот. И все позабирали, еду там. Она похожа там чуть-чуть как чеченка, там внешность у нее. Вот. А она показала паспорт, говорит, да мы ну, чтобы их не грохнули, мы типа русские, вы нас там, мы типа того. Правда, у нее украинская фамилия была, если бы сейчас это было, они ее первую грохнули, сказали бы ты, там, хохлушка, да, бандеровка, там, у нее украинская фамилия, там, в паспорте. А двоюродный другой брат, он тоже, он в 96-м году только выехал, его веденские там чуваки, там микроведено стало, 3-й микрорайон, его попросили освободить квартиру. Вот. Ну и потом все это дальше, проект продолжился. Я на это, извини, я на это смотрю, как на звенья одной цепи. Вот, я, вот это, да, у меня там, да, может быть, я там страдаю частично теорией заговора, вот. И исходя из того, что мы сейчас по результатам и кое-что много начали узнавать, и факты, и тут долго разговор. Все это подтвердилось, мои предположения.
что эта бойня была организована заранее, все продумано, все это поэтапно, все это было организовано. Вот. Да ничего там не было организовано. Просто пинка под зад получили, когда пришли. Ну, как бы, ну, нет, ко мне как бы закидывается претензия, что я лично не поехал воевать, защищать дворец Дудаева. К Дудаеву, я еще раз говорю, я отношусь плохо. Так же, как и к советским генералам, полковникам, я отношусь плохо, извините. Поэтому я, как бы, если бы там был бы не коммунист, там, не советский генерал, то... Советский Ну, офицер, твой отец тоже был? еще Твой раз. отец был советским офицером. Мой отец вообще не военный. Сам, говорю, Ростов приехал военный. А это манча. Да это у меня, это урядником был, это еще при царе. При советском режиме мы были там, тихо сидели, мы сами, как бы, у нас, как бы, все на учете были там у нас в социальном, в плане, как бы, продвижения там. Вот Инал Шерипов, Ногчи-мажор, у него дедушка воевал Шерипов, Асламбек, за советскую власть, таких еще там я знаю. Они были в шоколаде, там в центре Грозного, хорошие квартиры, то все. Они, потому что они победители, они советскую власть боролись за советскую власть. А мы кто? А мы против советской власти, мы за Гитлера были, ждали Германию. Как бы для меня все советские генералы, полковники, они говорят одно, а итог известен. Или тот же Кадыров, который джихаду призывал там резать как можно русских, а потом шнырем оказалось, они там как бы Азакаев, все там, кто-то умер, а он там с повязкой бегал, а сейчас он там в Лондоне нормально себя чувствует. Я за них должен был, за этих советских генералов уехать там погибать. Я вижу, когда тобой руководит советский генерал, то и мы, ненавидящую советскую власть, должны ехать его, охранять его дворец президентский, который должен был... там обком хотели делать, а потом типа там будет детская больница, потом президентский, да, такой символический, оборона от президентского дворца. Ну, извините, я как бы, ну, поймите мою, мы ненавидим... Сегодня там российский генерал. Вы попытайтесь поставить, ну, как бы надо, я ставлю на... То, что произошло, я считаю геноцидом. Это преступление. Российский Гебнюк там сегодня. Да, ну, как бы все. Ну, в той ситуации, ну, поставить, ну, как бы надо... Тяжело, конечно, поставить себя на место там какого-то там заселенного суржского казака. Вот, лучше, как бы, вот. Тут некоторые, может, тут сидят в эфире и так про себя думают. Вот, позавчера вскочил в 5 утра от взрывной волны. Тут, ну, отбивались ППО, то есть. Вот прилетит, например, в меня там шахет или ракета в дом. Ну, то есть я ложусь спать, и мы как бы уже свыклись, что, может быть, я не встану утром. Сколько тут людей, которые в чате будут этому раду, честно скажите? А сколько будут те, которые скажут, ну вот жаль, вот все-таки он типа наш, с нами тусовался тут, вот как бы нам сочувствовал там. Я признаю все преступления. Я за тебя свечку поставлю. Мы за тебя вот только халиф православный. Вот в халифе православных наших мусликов не сомневаюсь, потому что он наш халиф православный. Вот, там вопросов нет. Свечку молитву, свечку и молитву сделаем. включит. Да, и молитву будет включать там сколько дней подряд? Надо 9 дней, 30, ну, короче, как положено. 3 свечки и 3 дня. Вот это вот аж душу греет. Вот я, если что, мне даже не... Да, вот мне даже вот после этого даже не страшно умереть, что халиф православный, вот все, аж вот сейчас плакать буду, сейчас надо платочек достать. И прерывая шутки, сразу к вопросу. Да, знаете, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки, да? Да, а вот чем вам Дудаев не нравился и то, что вы называете его режимом, вот почему? В чем? Ну, то есть я поняла, что вот я не, такое знаете, я вот, честно говоря, я не хочу...
Так, подождите. Сейчас у вас, я У так них поняла, это отношение было Эмма. предвзято, потому что он как бы советский генерал. Вот это Аймас, он одно, тебе а не дальше? сможет, он тебе не сможет ответить. Это у них Да. на ментальном, психологическом уровне. То есть Да они нет, думают, что там он сломал им все ништяки и в советскую жизнь, там, которую они устроили, ну, нормально себе ништяки уложили. он Тут сломал. пришел Джахар, весь Советский Союз перевернул. Это вот у Полинки Жеребцовой тоже такая болезнь. Не Она надо мне к ней бедная причислять. бедная маленькая девочка, и такое осталось по сей день, бедная маленькая, ну, психологически. И вот ее Ну, все геноцидили, чеченцы, там, насиловали ее, хотели, не, ко мне убивали. вопрос был, я отвечу просто чуть коротко. Есть Смотрите, вопрос. смотрите, Погоди, скоро, ты очень давно можно здесь отвечу? говоришь. Довольно скоро, довольно Отвечайте, скоро пожалуйста. поднимутся. Постепенно, что ты все время говоришь целый час. У меня есть вопрос, смотри. Я тебе хочу сказать заранее, я очень долго на русском языке не разговаривал, многие годы, 30 лет так. Ну, постараюсь изъясниться, как могу. Смотри, когда ты зашел, ты сразу зашел, там один орел был, ты на него, это там какие-то у вас реплики, и ты спросил насчет горы, туда-сюда, это твои слова. И он как-то ушел оттуда. Потом ты начал сразу... Давайте договоримся про Дудаева, больше спрашивайте. Смотрите, придет время, поднимутся кое-какие, ну, как бы, свидетельства и документы, и тогда больше ко мне вопросов не будет. Я не хочу больше на тему Дудаева, ну, вообще говорить, чтобы тут не триггерить. На Дудаева, какие бы ты документы, Мы не дадим ничего. свидетельства, что бы ты на него не находил, Дудаев — это чеченский герой, который, я извиняюсь, я уж процитирую Кадырова, раком поставил в Россию. То есть не склонившись там перед ними и так далее. Какие бы ты там документы, бумажки, мы прекрасно знаем, что он в этой совковой русне там продвигался, что он жил, что он там и на русской женился, и во всей этой системе был. Но когда его народу потребовалось сыны, да, отечества, которые должны были вернуться домой и в необходимый, в нужный момент стать вот рядом со своим народом, вот он был один из тех, кто вернулся, стал хорошо, он там делал, каких-то коррупционеров ставил, как будто бы там не коррупционеры в совке вообще были. Ставил коррупционеров, ставил не тех, кого другие хотели, а тех, кого сам считал нужными, ставил. Других коррупционеров считал ненужными, то есть бесполезными, которых сам поставил, считал полезными. Делал ли он правильно, неправильно, тоже не могу сказать. Но у чеченского народа, каждый второй летчик, бомбардировщик, это тоже был украинец. У чеченского вот народа, это не другая тема. У чечен, видишь, уже мысль вылетела. Вот у чеченского народа нет проблемы с политикой Дудаева. Дудаев, наоборот, пробил брешь и как бы является соучастником, соучредителем того общества, которое установило фундамент чеченской государственности. Вот дальше уже то, что происходит сейчас в чеченском обществе, это не Дудаев, это русский международный исламский терроризм, который не дает нам на этот фундамент, готовый вот этот фундамент, просто вернуться и аккуратно его добить, да, вот это вот, свою вот эту вот чеченскую республику, чеченское государство, все, что над ним проводили, там, все вот эти преступления, как бы заняться вот этим делом своим лично. Вот это нам сегодня не позволяет русский международный исламский терроризм. Шариат, Эмират, Хринайнрат, какой-то ИГИЛ, ТИГИЛ. Там можно в день по 100 новых названий придумать, все вот эти хренотени. Но факт то, что вот это одно дерьмо,
русского международного исламского терроризма. Во что бы оно ни превращалось, в какие-то акиды, инкиды какие-то сюда заходят. Я ахлю сунна, мухлю сунна, потом я вообще какая-то новая сунна. Вот эти все сунны, мухли сунны, вот эти мухлевщики, мухляжи вот эти все. Вот наша проблема сегодня. Я сегодня тему, это не я поднял. И мы как бы там, мы были против там как бы развала Чечено-Ингушской ССР, против. Мы там никому ничего не мешали делать. Только мы там чуть-чуть кое-кому помешали, потому что если бы, например, оно развивалось... Ну, вы в 92-м году, вы же подписывали вот этот документ, ты в 91-м не подписывал, но ваши там, ваши собратья подписывали, русским слали. Ну, вот тебе показывал же наш этот... Мы развалили Чечено-Ингушскую ССР, что ли? Вы русских там, России... Да там эти воззвания могут написать, контора пишет, кто угодно может написать. Ну перестаньте, это же несерьезно. Дело в том, что вы, хотели тоже там... Да там уже к 92-му году, вот там практически не осталось. Жить, потому что, вот это вот изменение, например, какая-то вот среда сформировалась, люди живут, им хорошо, все нормально. И извне, когда там им вот это все портят, не нравится, хотят, чтобы вернулось все на круга свои. Вот этим вот и занимались и Сунжинский, и Подсунжинский. Смотрите, кто там что писал, это нам доподлинно неизвестно. Ну, кто что-то писал, что-то заявлял. Ну перестаньте, это же это все было. Кто там мог что-то сделать, как бы что-то. Нет, мы тут ничего такие. Сейчас, например, взять. Сейчас вот тебе сейчас Абак сказал. Тебе же Абак сейчас сказал, что были криминальные элементы в чеченской среде. Да я это все это уже известно. Я же это не оспариваю. Что-то где-то отжимали. Это можно здесь как бы подтвердить? Да, можно. Были такие криминальные какие-то элементы. Хорошо, давайте немножко переключусь. Было ли это массово, или там была ли власть в это замешана? Неправда, потому что жена у Дудаева русская, сам Дудаев абсолютно не допускал никаких вот таких насильств. Потому что прекрасно был и государственный, и понимал, в целом, как гуманность, там сам нрав человека, так и вообще и вред для государства. Хотя это были все потом колонисты. Кто жена Дудаева по национальности? Все русские, все были 100%. Все были потомки колонистов, вот эти вот проживающие, Сунжинские, там. Это все обсудили, это понятно. К нам, я единственное, что хочу сказать. Просто нам претензий быть не может. Если мы уж эти криминальные моменты какие-то обсуждаем, то почему нам не обсуждать и вот эти элементы, которые со стороны сунжинских, например, исходили? Да? Не было там со стороны наших каких-то криминальных. Помимо сунжинских, которые русню зазывали туда, навести конституционный порядок, были и усатые вот эти чеченцы, Ихван Ериханов, которых спокойно здесь... Да, там написать могут все, что угодно. Да, который тоже зазывал. Смотри, к этому времени там большинство уже выехало. Кто там что зазывал кого? Что там... понятно, что надо перед тем, как обосновать бойню, надо написать всякие воззвания. Такие факты есть. Такие факты, они есть, как бы ты не отметился. Слушай, вот, например, Вася Пупкин, например, сужский казак Вася Пупкин. Давайте серьезно, как быть серьезными людьми. Вот он написал воззвание, там какое-то, вот он, Вася Пупкин, там бухнул или что-то еще, или вот там плохо, там он написал воззвание, и теперь, Вася написал, поэтому мы будем там убивать 300 тысяч чеченцев. Из-за того, что Вася написал. Что мы как маленькие дети, это все решается на другом уровне. А так, чтобы так это все выглядело, можно написать все, что угодно. Так же, как война в Украине началась
по надуманному поводу, там не то, что какие-то Васи писали, какие-то якобы, а там более типа при должностях люди. Ну это все было предрешено. А сейчас ты так говоришь, как будто это все началось из-за того, что какие-то там якобы казаки написали какое-то воззвание. Это ты говоришь, что все началось там туда, и вот там с этого. Мы просто факты констатируем. Они все исполнители. Есть, Просто власти есть исполнители началась, высшего власти. звена. А есть... Лучше эту тему пока не трогать. Я просто хочу сказать, что мы там ничего плохого в 20 веке, ничего плохого, мы себя вели достойно. Документик у нас все равно есть. Хорошо, смотри. Я скажу еще один момент. Если бы там все просто не убивали никого не гнали, никакого там не было криминала, шмирнала, то в том виде, в котором мы были там, и по потенциалу, и по качеству людей, которые вот работали, могли работать, мы бы там пошли бы вверх. И, скажем так, не чеченское население, оно бы там вносило бы хорошую лепту в экономику и был как двигать, и исправно бы и налоги платили, потому и мы там, у нас там Васинский, это консервный завод был отличный, там все, вывозили все, мы этой продукции не видели. То есть люди как бы так вот, община организованные, и работали бы, и двигали экономику, и платили бы исправно налоги, может быть, даже лучше, чем Нохчи платили бы налоги. То есть это то, что там произошло, что народ оттуда выехал, это катастрофа именно для чеченских, для всех. В первую очередь для коренной нации. Дело в том, что никто никого оттуда как раз таки не выдавливал. Хорошо, пусть будет так. По факту никого не осталось. По факту никого не осталось, потому что большинство даже остававшихся там замочили русские братья, которые сожрали. Да, ясно. Да, у меня вот двоюродный брат моей мамы. Он хороший специалист был. Они все говорят, давай, все, выезжай, Иван его звали, выезжай. Он говорит, нет, он там где-то там на старых, где-то какой-то с каким-то, что-то там по нефти, что-то они там, бензин какой-то, что-то, потому что он специалист был, он там какую-то установку, то есть он до конца говорит, что я там буду делать? Как бы нормально он себе там и зарабатывал, и он в 96-м году только чухнул оттуда. Смотри, вообще-то вот такая какая-то тенденция, да, там русские... А их бомбили, он рассказывал потом. Самолеты, он говорит, спускали самолеты, расстреливали с пулемета, он видел лица этих летчиков. Русские, не русские, тенденция... Вот это третий микрорайон, Старая Служба. Она вообще-то зародилась, знаешь, в Ростове, там, в Краснодаре, в Ставрополе. Это все, давай говорить о конкретике, Ибрагим. Подожди, конкретику я тебе говорю. Оттуда, когда начали полностью отбирать все, и на официальном уровне, да, прям абсолютно никакие власти, никто там, никакие меры не принимал, а просто отбирали у чеченцев все и выдавливали. То есть вот это тоже мы как бы... Да пускай они... Мне, понимаешь, нам начхать, кто там, где в Ростовах, или там в Казанях, или в Рязанях. Мы же говорим о том, что как бы про нашу родину, как бы, извини, это моя родина тоже. Мне тоже болит. Этот моментик тоже надо учитывать, потому что эта провокация оттуда начиналась, да, подача, а потом тут на месте через всяких вот этих криминальных элементов и тут осуществлялось. Джахар постоянно как раз-таки, если его интервью там посмотреть, он об этом всему миру и пытается докричаться. Алло, здесь у нас орудуют руснявые вот эти спецслужбы, которые находят криминальные элементы, и через них, как это и 26 ноября было, да, Лобазанову, Гантимирову, Хрентимирову, то есть на русские бабки с русскими танками. Это не тогда еще началось. То есть эти провокации, они вот так потихоньку развивались. А для нас, для чеченцев, зачем нам оттуда там русских кого-то выдавливать?
пускай там работают, живут специалисты, потом следующее поколение. Ну да, потому что это все передает равно, что какие-то навыки, зарезать передает навыки. курочку, которая яйца несет золотые, или зарезать коровку, которая молочко дает. Это вот то, что там было сделано, вот это с подрывом экономики. Нет, такого там ничего не было сделано, как массового чего-то. А то, что русские оттуда уходили, да, это тоже как бы... Смотри, массово не было. Я же не говорю, что этим занимались чеченский народ. Что я же говорю, что определенные спецслужбы и определенные лица к этому причастны. А когда начинается вот такой, как бы, люди же боятся, у страха глаза велики, а там что-то кого-то раз, это криминал-то, это, ну, так бегут, потому что, ну, страшно. Ну, как бы, ну, это же естественная суть человека. Если ты не знаешь, что сегодня там соседа твоего, а завтра тебя, то надо текать. Ну, как бы, ну, это естественно. А это уже вопрос понятный, другой вопрос, что как бы, почему так сложилось, это уже это вопрос другого порядка. Надо ставить себя на место человека, и он убегает, потому что ему жить хочется, ему страшно. Как бы, ну, это естественно, как бы. И убежали люди, которые там, ну, этим был подобран. Дело в том, что вот этот вот покой, да, который каким-никаким он не был при Совке, да, когда все-таки это можно более назвать государством, чем Русню, со всеми его там минусами, вот это, и так далее. Но опять-таки для Руснины это оно было, потому что для нас... Смотри, я еще раз, есть естественные процессы. Например, представим, что Советский Союз в каком-то виде там как бы вот и продолжал бы, это была Чечен-Ингушетия, там бы население увеличилось, там как-то люди, как бы нация бы, появлялась бы элита с естественным путем, там техническая, творческая, среди коренного титульной нации там, то понятно, что то есть чеченцы бы еще больше, как бы, а если бы не просто не убивали, да, просто они бы доминировали на Северном Кавказе. Если просто людей бы не убивали. Если просто не убивали людей. Но надо было... Я подумал, что ты сейчас скажешь коренными зубами. Да, блядь. Ну, когда зайдет тебе этот наш конкурирующий сектор, тогда это у них там, то есть, ну, мы же культурные люди, мы же о серьезных вещах говорим. Какие коренные зубы? Какие... А то эти начинают дырки, коренные зубы, там, сзаду зашел, спереди, там, кто. Ну, Россия была для русских. Да Россия все, нема никакой России, все, Россия закончилась. Совковая Россия, совковая Россия была для русских, нынешняя Россия для русских. Ну, мы же не русские, мы же не русские. Мы, чеченцы, там были обслуживающим, каким-то сбоку, там, припеку чем-то. Мы были еще хуже. В нашей республике, да, мы не могли жить в городе, да, там, если где-то люди не работают и так далее. Но если ты за советскую власть не воевал, как Шерипов, тогда может быть. А вот воевал бы, как Шерипов, дедушка, за советскую власть, был бы мажором, мы в Грозном жили, в основном русские у нас. При Власове сунжские казаки очень хорошо жили. При Власове? Тут дело речь даже не в сунжинских, ни в каких, просто чеченцы вот как после этого развала Совка чуть-чуть воздухом начали вздыхать, понимаешь? Могли выкупать там у русских свои дома когда-то им заселенные, да, там вот мы купили дом русских. Вот мой отец там купил с этими бабками, сюда поехал, их довез, чтобы в России где-то по дороге ее там не долбанули, не отобрали. До конца, до дома. Знал, что будет вот такая замес такой будет, то никто бы ничего не покупал бы. Просто человек такое существо, что он, ну как бы нормальный человек, он верит, он хочет лучшее верить. Чуть-чуть вздохнули, то есть после вот этой тюрьмы, да, а русским
почему-то, которые там проживают, они это восприняли, вот это вот, как ее, Полина Жеребцова, ее вот эти там близкие, они это восприняли, как будто бы это и геноцид для них. Вот если чеченцы из обслуживающего персонала вот чуть-чуть как бы вздыхают и становятся с ними на один уровень, то для них это геноцид. Как это так? Вот эти какие-то Смотри, я чеченцы. тебе скажу про свою родню и тех, кого я знал. Убежали, потому что стало страшно. Вот, не то, что там русские, потому что реально стало страшно. Вот честно тебе скажу. Потому что стало Ну, страшно. У меня мама упиралась до последнего. Она на этой почве, у нее сердце, как бы, она в 55 лет ушла. Нет, Она, смотри, все эти вам стало страшно, а мы в этом страхе как бы бултыхались все это время, потому что Что это меняет? где-то И там что? И в итоге что? Понимаешь, я понимаю, это ж как бы, это ж тут никак не взаимосвязано в плане реакции человека, простого человека, который там не об Компартии, не КГБ. Стало страшно, смотри, стало страшно. Да. Куда-то там дернули, как будто бы там не было страшно, там куда они дергали, там еще страшнее было. Да нет, там куда они дернули, там уже так страшно не было. Дело в том, что этот совок, он весь подкосился, понимаешь? Смотри, давай не будем про совок, ты сейчас ты политику. Туда, куда мы убежали, там страшно не было. Ну, твои туда убежали, а вот у меня матери моя подруга, которая убежала, вернулась и плакала у нас к нам целыми днями там. У нас они вернулись потом в доме, где они жили, ну, всякие, не всякие, я тебе на чистом, при личном опыте говорю, да, я еще пацаненок. Они вернулись, и вот это маленький домик там вот выпросили у этих, кому они продали, там дать им жить, пока они там вот это отказные, там туда-сюда это дело не сделают, потому что там их сразу кинули, понимаешь, на месте куда-нибудь. Ну, всякие случаи были, но это единичные случаи. Подавляющее большинство больше... Подавляющее большинство делало отказные. Нам продавали дома, квартиры, вот нам, который дом-проект продали, они поехали, отказную сделали, там, даже мы им помогали, там, отец помогал, мать. Ну, хорошо, я же... Все эти люди, да, им как бы наоборот, чтобы эту власть руснявую, чтобы там высосали всю, идите, вон, отказные делайте, вы не против были. А там что получилось? Как будто бы их повыдавливали, они там отказные делают. Вот такая ситуация. То есть здесь им якобы ничего не заплатили, да, за их жилье, там, они едут туда, вышвырнутые. Они же не могут сказать, нам вон жилье мы продали свое, давайте теперь, и еще мы отказные делать, давайте нам бабки. Тогда им шиш дадут. Вот так это примерно работало. Это пример, але там мой отец купил дом, там одна была русская бабушка, ну, я тогда маленький был, вот мой отец ее поезд проводить в Ставрополя Катя, чтобы ее там никто не ограбил и ее родственникам отдал. Не знаю, что там они сделали, родственники. Есть пример. Который родился намного позже, не понимаю, что такое отказные и зачем их делали. Это что Дело в том, подожди, я объясню. Дело в том, что вот эта пропаганда страха, ее тоже распространяли, что русские, сейчас чечены, головорезы, там, 5-е, 10-е. Были некоторые провокации, как против русских, так против и чеченцев, и других национальностей. Есть люди, которых криминальная среда там кого-то откинула, кого-то там похитила, кого-то там убили и так далее. То есть вот это Ну, потому и побежали, потому что... Криминальная среда была намного меньше по уровню криминальности, чем в России, если в процентном соотношении смотреть. То есть те, кто убегали, их наоборот там на гоп-стоп ставили полностью. Там,
Да что у нет, них отбирали. нет. Подожди, да нет, ты тут Туда, сказки куда, рассказываешь. туда, И вот куда мои выехали, когда там этот, никаких ГОСТов не подожди, было. когда вот этот совок, он уже как бы пошатнулся, у нас как начали они специально распространять вот эти слухи, Смотри, там мы опасно, как страшно. совок Подожди, ненавидели советскую власть. Мы не... ты уже говорил, я хочу другому собеседнику ответить. Вот эта ситуация началась, там кто-то уезжал, переезжал, и чеченцы уравнялись в правах. Отныне имели возможность жить в городе Грозном, покупать имение, иметь машину, понимаешь, иметь квартиру. До этого не могли. Ты должен был или работать где-то, или там, значит, по связям как-то, вот так. Подожди, не мешай, Дунавч. Тут, когда... КПСС, Тут, когда совок рухнул, эти права сравнялись. И чеченцы тоже задышали свежим воздухом. Начали ездить по всему Турцию и не Турцию, привозить оттуда товары. Короче, там полностью в совке еще там сопли, короче, кушают, ходят все в постсоветском пространстве. А мы сразу по-шустрому там разобрались, да? Что с чем. И это мешало там. Ничего себе, эти там сейчас. И начали вот эти провокации устраивать. А русские, которым распространили вот эту пропаганду, там, бойтесь, убегайте, они считают, что в Чеченской республике, что Дудаев там виновен в развале Советского Союза. У них психологически вот это там шарики крутанулись в голове. Первые погромы Подожди. Погромы начались в 1958 и 1959 году, когда чеченцев вернули домой с Казахстана, и русские начали устраивать погромы. Давайте их назад нахрен в Казахстан. Вот там были погромы в 1958-1959 году. А здесь что произошло? Здесь чеченцы вздохнули воздухом, уравнялись в правах с русскими. И это в мозге у Полины Жеребцовой, там, у других, они посчитали, что их начали насиловать. Полину Жеребцову убивают, там, насилуют. Ей, короче, на равных, там, чеченец, если она до этого может там с кем-то поругаться, я же тоже в городе Грозном жил, да? Если ты там с кем-то поругался, подрался, то вся милиция, полиция, 6-й отдел, там, КГБ, ЦСКА, все будут за русского заступаться, понимаешь? И ты там никто. А тут уравнялись права, и тут и чеченцы тоже, как бы, кто виноват, тот виноват. Кто не виноват, тот не виноват. То есть в правах теперь равные стали. А это геноцид для русских показался. Ничего себе. И они думают, что Джохар Дудаев им весь Советский Союз их разрушил, развалил. Советский Союз развалил Ельцин и вот эти два других. Белорусский, там, украинский, пошли, это в Беловежской путче подписали. Кравчук, Кравчук, Ельцин и вот этот третий хрен. Они развалили Шушкевич. Советский Союз. Да, Шушкевич. Шушкевич. Нас вообще никто не спрашивал. То есть мы вообще никто там. Это белорус, украинец и русские, они решают за всех. А мы там где-то под ногами, как любит этот Саляв говорит, перхоть у них где-то там. То есть нас никто не... А эти посчитали, что Джохар Дудаев, то есть они больше не видят ничего. Вот в Грозном они живут, у них они титульная нация, у них есть дачи, у них все, там какой-то чеченец, с ним какой-то конфликт, даже если произойдет, сразу ЦСКА, ГРУ, ФСК, там, КГБ, НКВД, все, короче, на его стороне. Ему вообще, да, что такая чернь здесь, там под ногами где-то лазит. А тут вот это все рухнуло. И уравнялись права. Пришел чеченский президент. Чеченцы сами начали выбирать себе президента. Эти такие сидят, это что такое? Чернь выползла из-под коряги, короче, и выбирает себе черневского президента какого-то. Тут же русский должен, алло, 17-й, спасите нас. Путин или кто там, Ельцин, ведите войска быстренько. Короче, паника пошла, понимаешь? Это для них геноцид. Как это так чернь можно, чтобы она здесь управляла, еще президентами была? И вот так эта паника у них началась. Потом начали они переезжать
думая, что там, куда они переезжают, короче, какой-то рай русский. А там, где они переезжали, их пинком под зад некоторые назад возвращались. И когда они уезжали, у них покупали дома, чеченцы, свои некоторые даже дома, потому что они в наших домах до этого времени еще сидели, назад не возвращая. У нас тоже там в центре, возле базара, короче, имение было, так оно и осталось. Мой отец еще нам, когда мелким были там, напоминал, вот у нас там, ну так это, короче, осталось. То есть вот эта вот русская среда, она нам продавала вот эти дома, потом уезжала туда, и там говорили, делали отказные, типа нас чечены выгнали, короче, мы вот беженцы, короче. И там им примерно на какое-то имение выплачивали столько еще бабла. Если они это не сделают, то им там это не дают. И вот так они это оформляли, да, документально, то есть подтверждали, типа, там сколько семей русских приезжают, они потом берут вот эти отказные там. Вот так это, короче, работало. И вот этот Дон Ахча тоже там из этой среды пытается в лапшу. Смотри, вот Дудаев хотя бы он Юра, не призывал ничему. Он говорил, что да, мы тут все равны и так далее. А Аушев своими заявлениями и действиями еще в 90-м году там начали нас... Почему Аушев там, они в 90... Да. Аушев точно такой же порядочный был, там бывший советский какой-то нормальный человек. Да, я с ним не согласен там всего. Смотри, сейчас вот когда будет восстанавливаться чеченское государство... Вот этими действиями, но обвинить его там в том, что он какой-то неинтеллигентный джентльмен, не кавказский. Он своими заявами провоцировал погромы. Было. Такого негативного. Вот когда чеченское государство будет восстанавливаться, для меня лично, вот мы не сепаратисты, для меня Ингушетия, Хасавюр, Кизляр, вплоть до этнических, нахские земли там, да, они должны добровольно вернуть. Если они не возвращают, то это типа как в Украине ЛНР, ДНР. Вот это значит они так же себя ведут, потому что эта территория, я считаю, я тут всем в Украине говорю. Я в Украине говорю, что моральное право на создание... Меня задавил, ты много говоришь, чуть-чуть, послушай тоже. Тут, смотри, ситуация какая. Мы в своей республике, Чечено-Ингушетии на тот момент, никакой, ни работы там, ничего у тебя, перспективы ноль. Где-то в обслуживающем вот этом. Вон где-то промавтоматика, сколько там, 0,5%, какая-то 0, какой-то процент чеченцев. И то обслуживающий персонал там. Я помню, моя мать ели там поваром, у нее ингушки были там подруги, через них как-то там. И один этот главный шеф ингуш был, и вот эти две ингушки, подруги моей матери, и она вот так вот устроились там. Остальные там, не остальные, там, и таких там, где-то, может, уборщик еще кто-то был там, каким-то этим, из обслуживающего персонала. Остальная русня в руководстве, это их мир, это их... Да, я согласен, они, завезенные оттуда, с Красного пояса. Да, они себе все вот это установили, это их среда. Знаешь, за счет чего моя семья жила? Ты меня в смысле сбиваешь. В смысле сбить, я уже хотел объяснить по Хаймерсик. Я хилил ситуацию. И понятно, что он авчик, ты тоже, короче. Нужно учиться культуре общения, надо учиться. Нужно терпеть, пока человек не выскажется. И, короче, я волос одним словом, возможность там не работать, ничего. И из-за отсутствия условий там работать, там развиваться, наши граждане Чечено-Ингушетии, которые не могли ни на своем языке говорить, где-то в автобусе, там, ты скажешь, я это пацаном уловил. Потом их уже пинком под зад давали, если такое говорили. Уже когда уравнялись права, и тебя начали говорить, говори на русском,
кто ты такой вообще, что нахрен отсюда на русском говорить. Иди чеченский учи. То есть, хотя таких конфликтов, таких там не гасили, но чтобы вот такое уже впоследствии говорить, у них душка не хватало, потому что вот это чувство себя хозяевами, там, ну иди там язык не говорите, по-чеченски, давай по-русски, там, туда-сюда, это у них пропало. И вот это для них геноцид, это у них психологический удар. Поэтому Полина Жеребцова, она в Финляндию приехала аж от этой психологической проблемы. Так, Аллах с ней, с Полиной Жеребцовой. Смотри, Подожди, смотри, наши выезжали туда, в Русню, и строили там русским дома, там, я не знаю, квартиры, на шабашку ездили. Русские выделяют своим русским энное количество бабла, чтобы построить и благоустроить русскую семью. Чеченцы едут туда, им бичуют там, работают, пытаются заработать вот эти деньги, там с детьми, с семьей уезжают дети. Все лето, короче, там работают, не успевают. До сентября дети в школу не успевают, отстают потом в школе. И вырастает следующее поколение неграмотных. И пытаются там кое-как перебиться, вот это, заработать, потом приезжают домой, там зиму еле-еле там перезимуют, и опять вот это повторяется. И едут там русские благоустраивают, а русские государства, Россия же для русских, и вообще совок, советская Россия и так далее, они выделяют им бабло, благоустраивают, и вот этих бичей приводят наших, они на это работают, и потом мы вот так вот как бы выживаем, а им государство уплачивает, и им дом построило за наш бичинный вот этот вот труд. Вот так вот это примерно работало. И это когда перестало работать, и русским стало геноцидно от нас. Ой, нас геноцидят. Ты знаешь, за счет денег наша семья неплохо жила. Я тебе скажу. А чеченцы ездили там шабашить? А у меня отец по Грозному шабашил. У меня отец шабашник был по Грозному, его знал весь Старая Шунжа и поселок Калинин. Он там на дырчике муравей ездил, ворота варил, отопление варил. Он говорит, я таких денег не заработаю там нигде, на родину. Говорит, возвращайся там на родину моего отца, родственники звали. Что, я что тут буду делать? Я что-то сделал, мне типа, что, тут копейки, вы нищие там. Или там бутылку, на тебе бутылку. Он говорит, я там держусь, пока держусь, пока там можно жить, я там держусь, потому что у чеченцев есть ахчи. Ему наличкой платили хорошие деньги, его знал этот частный сектор Старая Шунжа, поселок Калинина. Чеченцы работали как эти, 3 эти смены. Значит, там был один чеченец, а там был один чеченец, вот начальник. За эту шабашку, за вот это вот то, что работают, там получали 3 смены, работали, получали деньги и могли кое-как там, кто-то там машину даже покупал. Да, там он и ментам делал, чеченцам. Он числился на работе, он там, значит, был начальник парикмахерской Нохчи. Он оформил его на работу, платил ему ставку. И иногда, когда надо было его родственникам что-то подварить, он вызывал, батя приезжал, и те еще давали там, то есть вот так вот. Начальник там, ну, он официально еще получал зарплату на 3 работах. Он везде успевал и еще шабашки делал. По частному сектору. Он говорит, у русских нет, в России в этой сраной, там нищета. Тут ахчи у всех есть. Тут нормально платят. Он шабашник, он частник. Вот мы все 80-е годы жили нормально, неплохо там. И в Москву там ездили, у нас саламандры, все, одевались нормально, обувь, все там было как бы. И кушать было все у нас там. Вот. А он работяга, он своими руками варил, я ему даже помогал, батареи там отопление ставили, там помогал, там это самое, что-то потаскивал там иногда там. Все. Дело в том, что вот это подавляющее там население, обычно среднестатистическое там чеченцев, когда вздохнуло, уравнялось в правах с руснявыми там на своей территории, потихоньку начали как бы обустраиваться, жить там.
или пытаться жить по-человечески. Вот это какая-то криминальная, дерьмовая среда, которая среди нас, абсолютно, которая там ни на народ, ни на какой-то там, там национальный интерес, а какое-то дерьмо вот это воспитанное русским миром, уже уподобленное себе. Вот они начали заниматься вот этими всякими криминальными. И вот в эту среду входят все вот это дерьмо собачье, которое там Лобазановы какие-то, Гантимировы. То есть они готовы были маму продать, там за там, автомат им дают, что-то еще, там бабки какие-то, вот эти всякие так называемые оппозиционные движения, национал-предательские, по сути. Вот в это, короче, эти движения. Потом грабили вот эти поезда, которые ездили, ну, там, Баку, Ростов или как он был. Вот это там Гудермесе где-то, это залезают мудаки, я сам тоже видел. Ехал когда с этого, с Ростова. Вот это мудачо залезало туда, это самое, провокатор. Там зачищали вот этих людей, там бабки отбирали, потом выскакивали и уходили. И об этом и президент говорил, что вот эта вот дерьмовая среда, она именно провокационная, тянется вон оттуда, из Русни. То есть, чтобы дискредитировать там, показать, короче, несостоятельность в государстве там и так далее. И вот Я эти тоже вот криминальные говорю, что это дело элементы, спецслужб. да, Я же вот сам эти то вот же самое это криминальные, говорю. эти криминальные элементы, они и плевали как на чеченцев самих, так и на русских, там, и вот какие-то провокационные вот эти вот поэтому действия там были. Вот, например, даже после Первой русско-чеченской войны в Черноречи жил бывший вот этот, на заводе он там работал, на токарном, короче, ну, профессионал был, русский мужичок. Он потом работал у там каких-то родственников, да, тоже по своему профилю. И его, я помню, он там плакал, короче, их грабанули. Это после первой, между первой и второй войной, по-моему, 97-й, 8-й год, что-то вот такое, 8-й, по-моему. Вот такой момент, такие моменты тоже бывали. И что это нормально? Конечно, не нормально. Это ублюдки какие-то, криминальная среда, которые то же самое сделали бы и со мной. Без разницы там национальности и так далее. Вот это же криминальная среда, вон, которую расстреляли в итоге. Мы сейчас все расстрелы, которые видим, они тоже примерно вот этим занимались. Делали ограбления по ночам, заскакивали в дома, все имущество грабили. И потом в итоге уже вообще обдолбавшиеся целую чеченскую семью расстреляли. Отец живой остался там единственно. И вот так из-за него как бы нашли вот этих двоих, и их потом расстреляли там. То, что они были виновны, это 100%. То, что они были криминальной средой, ублюдками там, виновны, это понятно. Но вот эти расстрелы, которые джихадисты в виде Батукаева, Шамсуддина, там шариатчики, самые первые, как правило, соскакивающие от джихада. Вот такие вот люди, они поспособствовали вот этой русне нас обезьянизировать перед всем миром с вот этим расстрелом. Если даже у нас смертная казнь была бы, она не так делается в цивилизованном обществе. И вот так вот, вот эти элементы криминальные, они присутствовали. Но это не говорится о том, что даже дагестанские события, окей, какая-то ваххабистская среда. Окей, если русские не виноваты, если они не стоят за ваххабистами, за исламистами, какого хрена они наше государство оккупировали сейчас? Так на Полностью. государственном уровне криминалитет рулит. Вместе со Сами спецслужбами. построили 1500 теперь мечетей. И сами теперь нам распространяют салахню. Здесь, в Европе, в частности. То есть вот так вот это работает.
это не борьба с какой-то криминальной там деятельностью. Это русский мир. Он может сам создать криминальную среду, сам может целую там деревню где-то, вон, как это делали во время Второй мировой, в Беларуси там где-то, фашистов переодеться, там своих сжечь, расстрелять, там все что угодно. Чтобы вот это в целях, интересах своей империи. Вот могут взорвать, например, дома в этом, в Буйнакске, потом два в Москве, один в Волгодонске могут взорвать. И в Рязани учения провести с сахаром. Ради общего интереса империи, чуть так скажем, чуть-чуть пожертвовать там частью, чтобы потом чеченцев зато уничтожить. В 90-х спецслужбы объединились с жестким криминалом. Криминал делал черные дела, там какие спецслужбы не делали. Это же все понятно. Если там президенты какие-то там, руководители спецслужб сами бандиты, ну, криминал. Это в чистом виде криминал. Ну, он-то с 17-го года, в моем понимании, криминал этот пришел. Быдло на службе у швондеров. А сейчас это в таком вообще концентрированном виде. Ну, так понятно. Если типа он президента, типа роль играет, он криминал, короче, он бандит там или кто он там, террорист. Президенты стран террористы. О чем мы говорим тогда? Про что-то речь. Что мы будем в этом? Не надо сейчас обобщать тут президенты стран, террористы, евреи, сволочи. У нас в кране не пошла вода, значит выпили жиды, если нет воды. Не надо тут все обобщать. Мы прекрасно знаем, кто в нашей ситуации ублюдок, кто стоит за геноцидом, кто стоит за терроризмом, кто за всем этим стоит. Прекрасно, четко мы знаем. Не надо Ибрагим, нам что дальше будем делать? Что будем делать дальше? Мы можем вечно тут сидеть и все обсуждать прошлое. Что Вот будем делать дальше? чеченцам вообще не надо объяснять, что делать дальше, что не делать. Они просто знают это по умолчанию, что им делать. Но вот это умолчание им взяли и выкрутили оттуда с помощью русского международного исламского терроризма. Поэтому вот это умолчание, вы назад выкрутив вот этот модуль русского исламского международного терроризма, это умолчание, оно само задействуется. Просто вот этот модуль, который туда вставлен, его как-то назад надо выдернуть оттуда. Предлагаю перерыв на молитву, то, что как-то уже, чтобы полегче стало, то что-то пора уже помолиться. Ну, Давай. тебе уже как бы маулид можно было бы прочесть. Халиф, давай это самое, давай, потому что как-то на душе вот это тяжко стало. Давай это самое, чтобы как-то помолимся и сменим тему. Давай. Вот это нашу православную молитву мусликов наших. Вот это все. Это уж вот. Сколько? Ля-ля тополя, Всевышний нас не простит. По Сунжинским может сделать азан. Да давай по любым сделаем, лишь бы оно звучало. Вот, давай по любым. Можно со свечами, без свечей там как-то. Давай, включай. Где там, кто у нас там на пульте? Сейчас, подожди, сейчас я по Сунжински включу. Один момент. Так, азан по Сунжински. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ой, какой хороший, такой еще не слышал, прям успокаивает, прям сейчас прям
под бокал вина хорошо пойдет сейчас. Все уже. Успокоился сейчас вот бокальчиком полусухого португальского и все. По чувствам, как катком. Хорошо, успокоило, да. Вот, аж такое успокоительное прям, да, прям. Вот не надо никакой таблетки. Вот заходишь сюда и молитву послухал, и не надо никаких лекарств. Вот тут потусовался, тут с земляками, тут. Вот это лучше не надо, вот это вот прошлое, вот давай лучше вот что-то там про этих будураков, помолимся, там вот это вот, движуху какую-нибудь там. Как, веселее надо, потому что вот это вот не хочу уже как-то вот впадаешь в депрессию. Вот сейчас молитва прошла, сразу восстановился, все. Сразу уже стало легче, винца глотнул, сейчас тут черемшой закусил, нормально. У меня мясо тут, кстати, охлажденное, хорошее, говядинка, порезанная такая, все, сейчас. Все. И что человеку надо? Молитва хорошая, душевное спокойствие, общение с, значит, тут, со своими войнахами, значит. Вот, и что тут? Еще бы кто-нибудь пел бы, да, лезгинку танцевал бы хотя бы, видео. Вообще было классно. Я любитель большой. Я люблю Нохчима, вот эту музыку, там, вот это вот. Сейчас что-нибудь вспомню там. Центрой, тарадида-да-да, тарадида-да-да, Волк. Ой, лучше. Сейчас спою. Надо, там одна прикольная песня есть, когда они там мотор заводят, кто-то мне скинул клип, там такая хорошая музыка, надо слова выучить. Выучу слова, обещаю, через месяц спою вам на чеченском языке. Да. Нет времени, все, тут нет времени. Сейчас просто сегодня что-то так приболел, поэтому... Короче, до нахчу, пока ты ислам не примешь, короче, выхода из ситуации нет. Нет, смотри, вот я заходил тоже на сайты эти шариатовцев. Они говорят, ты давай хочешь ислам? Я говорю, давай так, я после вас. Вы сначала, потом я увижу, что вы все, и дело пошло, ну, тогда ладно, я, может, и так, типа, прикинусь тоже, что я исламист. Вот. Ну, так, чтобы, ну... Это можешь 4, сура 4, 144 сразу ответ. Ну, так, чтобы... Если это будет условием... Я тебе в личку... Я тебе в личку пришлю, и если тебя... А то мне сказали, скажут, если ты не шариат, если ты не ислам... Подожди, если тебе скажут принять ислам, можешь вот это 144 послать и спросить, ты сам вот принял ислам, и там уже как бы наши полномочия, все. Я подумал, думаю, на 10% больше налог платить, если не ислам, думаю, ну надо будет прикинуться, как-то там это самое... И тогда, чтобы там меньше, ну, знаешь, ахчи не хочется лишние там. А нет, с другой стороны, плюсы есть. Они сказали, кто не в исламе, тот в случае джихада, войны с соседями неверными, тот на войну не идет, а там экономический фронт. Ну, там же типа в тылу что-то там автоматы собирают. Ну, зато не на фронте. Так что тут такое. Палка о двух концах. Когда война, тогда лучше быть не в исламе. Я тебе отослал. Я тебе отослал. Потому что надо идти на джихад, на передовую. Если тебя будут принуждать, короче, как бы сделать шагаду, то можешь послать вот этот аят и сказать, чтобы сначала принуждающий тебя, чтобы сам уверовал сначала. Все, видишь, вот полезное дело делаешь, а то начинаем опять вот это мутузить. Там все рухнуло. Уже как бы, что вот сейчас толку? Если бы можно было вернуть, если бы знали, как оно будет, то было бы, ну, знаешь, как машина времени назад. Да? Вот представим, машина времени назад, а? О, было ему интересно, как бы мы там себя повели тогда, зная то, что будет, если мы что-то не изменим. Ну, вот такое.
О, Донахче, а что Куда бы бы, вот ты куда бы сделал, ты если бы сразу назад можно соскочил? было вернуться? я, ну, смотри, я человек как бы вот общины, и вот мне нравится вот приверженность вот в святое животное волк. Я говорю, я тут придумал новую религию, предлагаю, чтобы волка, вот икона волк, обрамленный черемшой и молиться. Вот надо вот вести себя как волки. Я один ничего не... Надо быть в стае, надо быть в общине, надо быть вместе, что-то можно сделать. А один человек, ну что, ну, можно там стать, там, как бы пойти, ну, за идею что-то себя взорвать, там, какой-то террор сделать. А что это изменит? А так надо, ну, поодиночке ничего не сделаешь. Это надо, люди должны объединиться вместе. Ну. Вот волки, вот у них, как они, как бы у них семьи, ну, когда надо что-то сделать, они объединяются в стаю. И тогда вперед. Поодиночке тоже можно вовремя оказаться в нужном месте, чтобы Но, остановить тех, кто вот эту а, смуту несет. я понял тебя, да. Ну, как бы, ну, я понял, да. Ну, вот остановить тех, да, вот тот портфель, который там с фамилиями, вот их надо было. Тогда все это, ну, кто, это же не будут делать, ну, понятно. Да, это... Донахче. Я сейчас подключился, я уходил по делам. Я хотел спросить у тебя вот что. Это от твоего разговора. Там такие слова звучали, что нас убивали 300 тысяч туда-сюда, а потом ты употребил такие слова, что нельзя, чтобы они размножались, они будут опасны. Это твои слова? Подожди, это я кто, я такого не говорил. Я сказал, что да, то перестань, ты что-то на меня приписываешь. Повтори тогда, пожалуйста. Не, подожди, я сказал, что как бы еще, я повторю свою мысль, что, ну, как бы, по моему мнению, все это было спланировано заранее, и это привело к очередному массовому геноциду чеченцев, как бы, ну, и людей, которые там на той территории жили. Все, я там... Не. Ты говорил, я вот сейчас напомню, ты зашел, там был какой-то орел, ты с ним разговаривал, сразу ты с ним начал реплику, потом ты спросил по горы, он ушел, и ты начал разговаривать, там столько убили, 300 тысяч туда-сюда, а потом свои мысли ты начал высказывать, это твои слова, что как будто нельзя убивать, почему как будто нельзя, чтобы они размножались, а то они будут опасны. Причина вот такая. Кто размножался? Ну, чеченцы. Да перестань, ну тут свидетели есть, я такого не говорил. Что ты мне тут приписываешь? Хорошо, тогда оставлю на следующий раз, потому что оно записывается. Это записывается. Я даже переспросил, когда ты ушел, я просто спросил, он говорил такие слова или я ошибся? Я даже спросил. У кого? Такое было. Ну, смотри, Донахче, ты больше 2 часов разговариваешь. Смотри, ты давай больше так. 2 часов здесь разговариваешь. Ты согласен с этим? Честно скажи. С чем согласен? Я сказал, что это геноцид был. 300 тысяч человек убито, что это ужас, что я это осуждаю. Что ты там мне дополнительно что-то ко мне цепляешь? Того, того, чего я не говорил. Вообще, ты мне говоришь, ты так говоришь, что я одобряю то, что убили 300 тысяч чеченцев? Это твоя мысль такая или что? Ты это хочешь сказать? Или что? Алло, кто там? Алло, гараж. Слышно меня? Не слышно? Ибрагим, ты может, же... ты имел в виду, как бы, я не знаю, я просто как-то... Подождите, Подожди, да, ты, по-моему, имел в виду, типа, неугодны, поэтому надо, чтобы убивали там, чтобы не жить. Ну, как бы ты комментировал ситуацию, которую над чеченцами творят.
Если я не прав, я не знаю. Он в том контексте привязал, что организовали геноцид. Понял мысль. Что в том, что как бы специально поубивали, потому что это такой народ, как бы, ну, который непокорный, который не впишется ни в какой-то проект. У нас вот в гостях этот самый падишах. Падишах. Нет, в этом отношении Подожди, падишаху давай слово. Куда он делся? Падишах. Да, я просто предположил, что, возможно, как бы тех, кто это организовал, они как бы, ну, с этой целью, да. Какие-то, даже падишахи у нас какие-то стеснительные, не поймешь. Вот вроде зашел, микрофон ему включили, Падишах, заходи, единоверец. Мы все тут халиф, муслим. Видимо, тоже у него чувства религиозные. Иди, заходи, я тебя тут не трону, ты не беспокойся. Ойся ты, ойся. Ойся ты, ойся, падишах, не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. На горе стоял халиф мусликов православных, под горою тусовался Тусо и Шмаков. Ойся ты, ойся, падишах, заходи, не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Нормально? Неплохо. Я песню придумал на эту мелодию про это самое. Региональная держава заказала песню про национальную валюту Нахар. Вот это я скидывал. Это я текст написал. Просто мелодия хорошая, надо только слова правильные. Вот мелодия хорошая, такая бодрая. Надо только слова правильные подобрать. Мне предыдущие слова не устраивают. Я вот это начинаю тут. Я уже там 5 куплетов придумал. 5 куплетов придумал. Подожди, ты уже здесь всем права человека просрочил. Где есть здесь? Сурсад здесь? Заходи кто-нибудь из наших. Православные муслики есть? Давайте, голос подайте. Что я тут один от демократов отбиваю? Запустите кого-нибудь из наших. В Сурсаде работать. Запустите какого-нибудь. В Сурсаде работать хочешь? Где? До нас. Где работать? Не понял, где это? Что это такое? Сурсад, не хочешь Сурсад? В Турции, что ли? Да нет, не в теме. Погугли Сурсад, посмотри. Не знаю, там, скинь информацию, изучу. Мне своей работы хватает. Я дорогой специалист. Сегодня вот чуть-чуть голова что-то прихворал, поэтому выступаю. Сегодня решил сделать чуть выходной. Отдыхаю чуть-чуть. Устал. У меня такая умственная работа, устаю. Что там в Раде происходит? Что там в Раде происходит? Драчка пошла в Раде. Не хочу комментировать, не хочу даже комментировать. Тут с приходом Трампа начались чудеса чудесные. Донавче, что ты не съездишь в Чеченскую республику? Если коротко, смотри, сейчас скажу. Значит, смотрите. Сейчас из вот эти вот, короче, вводятся, под давлением американцев, у местных олигархов, короче, против них вводятся санкции внутриукраинские. И, видимо, активы будут переходить к транснациональным корпорациям. То есть вот это вот, как бы, скажем так, укрупняется все. То есть все вот эти вот у пацанов 90-х, которые тут что-то еще имели, все, они уже тут, кто-то уже ничего не имеет. Короче, все будет централизованно, подмято, организовано под такие американо. Тесла машло. Машло. Тесла, у меня есть идея. Вот такие новости. Идея. Запульнуть Дон Арчер, как бы нашего
перекодировать его и запустить это в Сурсет. Чтобы он их там разложил, да? Подожди, есть новость. В Германии афганец въехал в толпу, снова людей террористический акт на машине. Да, я тоже смотрел. Сегодня? Да. Ой, кошмар какой. Это, скорее Уже в всего, афганский Талибан или ИГИЛ уже многих заслал, типа Азуль просит, короче. И они как там спящие ждут, когда им скажут, давай. Не знаю, если так прикинуть теорию заговора, да, вот это все будет делать провокация, потом будет опять типа какой-нибудь крестовый поход против мусликов. Там, где мечеть, там, значит, и террористы. Вот они, может, и понаставили этих мечетей, что пометить территорию, что тут можно загеноцидить, типа, раз тут всем вот такие вот. Ну, Крайне сомнительно, что так это будет. ну дай бог, чтобы такого не было, да. Хотя, блин, все может быть. Все эти саудиты, все эти Объединенные Эмираты, все их баблосы, это все на западных банках, они там лучшие друзья. То есть вот инвестиции туда мы, сюда мы, то есть это все время вот так будет идти. Да. Это, не их же будет геноцидить, а знаешь, вот эти вот территории помеченные, где вот такие, как вот непокорные чеченцы, которые не хотят вписываться в глобал проект, в какой-то проект, не хотят вписываться в общий колхоз вступать. Это не тех, а именно там вот наш региончик стратегический. Европа, чтобы как бы против ислама выступала. Понятно, они не будут это делать в Саудии там, и в Арабских Эмиратах. Конечно, не будут. Она не должна объявить эту религию как бы экстремизмом. Чего она делать не будет? В этом-то и вопрос. Она себе харакири сделает, но не станет этого делать. А это единственное, что может это спасти Европу. Короче, до Навча надо тебя все-таки запульнуть туда, в Сурсет. Ну, я дорогой специалист. Это у вас таких денег нема. Ну, мы на мечеть соберем. Ну, вот когда соберете, тогда поговорим. Сначала соберите. Предоплата причем. Ахчи вперед. Вечером Ахчи, утром Аль-Хусуна. Утром Ахчи, вечером джихад. Вечером Ахчи, утром джихад. Утром Ахчи, вечером джихад. Вперед. Ахчи вперед, как нет. Ахчи занял нас много времени. Где наши основные... А нельзя... Тесла, а нельзя ли сначала джихад, а потом гури? Гуриями возьмешь, Дон Ахчи. Не, мне не надо. Мне Ахчи, это вы себе оставляете. Ты скажи, можно, но Ахчи вперед. Не, такие, там, где бабы, там бардак. Бабы до добра не доводят. Пулемет дашь? Вот пулемет, шмулемета, УЗИ, там, автомат Борс и Ахчи. Вот когда у тебя куча Ахчи в сумму, ты весь в Ахчах, в карманах обвязанный рюкзак, автомат Борс, 10 магазинов, чувствуешь вперед. Ты же «Белое солнце пустыни» смотрел? Да. Там этот Дудаев играл нас, помнишь это? Пулемет дашь? Да. Павлины говоришь, короче. Вот Да. Не, фильм советский, но хороший фильм, да. Ты должен был сказать, я мзду не беру. Мне за Ичкерию обидно. О, все, хорошо, так и буду говорить. Да. Этот Жамбулат Лиман скажет, да гранаты у него не той системы. Подожди, наш Дудаев, он там тоже какого-то красноармейца играл, вот этот артист с Чечни. Да, как раз в этом фильме играл он. Да, хорошо, он так такой. Командир это красноармейцев он играл. Кстати, он мне это сам сказал. Мы как-то с этими, с патрульным нарядом, короче, еще когда во времена революции, ночью патрулируем и смотрим, кто-то
запорожец толкает. Подошли, а это как раз вот этот артист Дудаев, который в «Белом солнце пустыни» это играл, Да, красного командира. да. Подошли ему, поздоровались, поговорили, он как раз он мне это сообщил, что он там красного командира играл. Я еще что-то знакомое, говорю, кто лицо у тебя. Потом мы посадили его в этот запорожец, толкнули, и он уехал. Да, у него внешность такая, он комическая внешность, он был в Голливуде, попер бы где-нибудь. На него смотришь, уже смеяться хочется. Мне нравятся такие типажи. Он, конечно, такой смешной. Молодец. В «Белом солнце пустыни» у него Да, так да, да, эпизодическая роль, он там да, появляется, да, да. пару слов говорит и все. Как там звезда Сухов и Саид. Да, да, да. Этот Саид, по-моему, он азербайджанец или грузин какой-то. Он даже не со Средней Азии, по-моему, актер. Эти басмачи. Да, И там они которые убежали от советской власти, белогвардейцы такие, типа изобразили ушлых, они с басмачами там, что-то там вместе там, типа шакалили, типа такие они, нехорошие. А я всегда им симпатизировал. У меня думал, ну, блядь. Ты знаешь, когда вот в Средней Азии вот с басмачами расправились, Да. большевики, Да. они в Афганистан полезли. То есть афганская война 1979 года это не первое вторжение Советского Союза Да, это в понятно. Афганистан. Я Они тогда тоже вторжение сделали. Я в Монголии столкнулся на КПП, когда там я служил в этой ГРУшной, с как бы с потомком белых, которые в Монголию ушли. Забыл, как атаман, кто их увел там. Да. Какой-то там город был, куда много вот этих белогвардейцев ушло. Как это называется? Харбин, да, Харбин назывался. Не Харбин, это Китай, а они в Монголии были. Они там, а он уже такой. Да, я понимаю, я про это говорю, про Харбин. Там вот вся эта, кто убегал на восток, все туда почти что. Харбин, да. Китайские. Там большая диаспора была белогвардейцев. Ну да. Давайте прекращаем это все. У нас есть задача по дебудализации чеченского населения. Это очень важно. Все остальное это второстепенно, третьестепенно, 24-степенно. Так, кто хочет поговорить про Нохчала, про ислам? Вот этим гостям микрофон. Выходи, кто смелый. Пошел думать, а ислам это начинается с камня, ислам. А может, с камня начнем, пару минут камню уделим. 7 Давайте камней игра такая была. Знаешь, как раз он слушай, Ганнибал, ты же начитанный человек. Роман с камнем Уильям Коллинзи кинешь yok. Да, но я сейчас не читал, но слышал. Да, я тоже, кстати, не читал его, слышал. Вот название мне понравилось. К нашему очень хорошо относится. Роман с камнем. А я, по-моему, чуть-чуть ковырял. Роман это как-то короткое время, бывает там десятилетиями длится. Ну, я думаю, назвать история с камнем. А история, она может тысячелетиями. Роман как-то покороче. Все равно, я думаю, надо уделять внимание этому камню. Самое важное. Да, разные умши использовать. Пословицы, поговорки, например. Упал камень с души. То есть я вышел из ислама, у меня как камень с души упал. И задумывались, кому они поклоняются. Как бы они не хотели игнорировать камень, но все равно они смотрят на него, крутятся вокруг него, едут, тратят большие деньги, чтобы вокруг него круги делать. Такие деньги тратят, чтобы поехать вокруг него, пару кругов сделать. Пускай задумываются. Ветеран, убивают из-за него, убивают просто.
Бывает, да. Да, Вся история ислама началась с этого камня же, с этого камня. Да, была сначала каменная пещера, потом этот камень, потом там еще камень есть, потом камнями нужно кидать в другой камень. Все крутится вокруг камней. Религия камнепоклонников. Но мы должны поклоняться единому камню. Ни в коем случае не предавать сотоварищей нашему камню. You're welcome. Ask away. Я изучал монеты различных империй и также сейчас изучаю арабский дирхам. И самый первый известный арабский дирхам – это динар. Сейчас я скажу. 8 века, да? Или 7? Сейчас. С изображением Язида первого. Это 680 год, через 50 лет после смерти пророка. И там изображен человек в профиль. И на обратной стороне 2 человека. Если по исламу запрещено изображать людей, почему у них на динарах изображены они? На монетах. И 50 лет это мало очень. Ведь ислам появился спустя больше времени. И Коран, например, спустя уже 100 лет как минимум был написан. Как минимум, скорее всего, больше. То есть и эту мульку из-за этого, что нельзя изображать животных, взятые из Торы, они ее потом записали уже. Видимо, на тот момент это был просто банда грабителей, которые нападали, там становились этими долларовыми миллионерами, или как там, какие деньги там ходили. Дирхемными миллионерами, миллиардерами. Понятно. Всевышний наказал. Так, кто еще хочет уронить бальзам своих души? О, 415-й ушел. 415-й на связи. Мой вусал башу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ассалату салат алейхи князь Банзай Гитлер. На шуру собрались все в сборе на шуре. Вся шура, весь кефир 3%, все вместе у нас тут. И буркуш, и все вместе. Собрались, слушаем. Тесла, если бы этот камень висел в воздухе, ты уверовал бы в него? Я уверовал бы в этот телекинез. Потому что просто камень висит, что, а вдруг это Будда его заставил висеть? То есть Я указание верил бы, что? висящий камень, Да. я верил бы. Висящий камень, не больше. А вот если бы он этот камень говорил бы голосом Тумсу Абдурахманова: я от Аллаха, верьте в Аллаха, короче, волшебным способом, короче, и плясал бы качучу, то так уже у меня процентов, не знаю, на 20, на 30 я уже стал бы в Аллаха верить. Так, сейчас мы тебе еще аргументов подкинем. Смотри, а Что если... насчет Бурака? Если вы прокатили меня на Бураке, то я если мог бы бы этот висячий камень мог бы молотком побить вот эти другие 3 камня там стоящие с криком Аллаху Акбар. Да, это уже более сложная ситуация. Я не знаю, как вывернуться в этой. Надо поучиться у наших у султана Панкистского аргументации, когда нету аргументов. Это еврейский заговор. Это все джукти делают. Не, Игуду Хайон кефирский.
душа вияц, проверки, потому что даже если бы ты Аллаха перед собой увидел, ты бы в него не уверовал, если ты кефир, понимаешь? Подожди, а как так? То есть, Аллах же, он-то что-то Просто излучал бы, что я не сомневался бы, что это Аллах. Или мне дают Тесла возможность. просто это значит, что у тебя все запечатано, типа, мол, Ибрагим 100%. говорит. Не просто запечатано, Ну, там, наверное, и заварено сварка там электродами все на 3-4. наглухо. Да, видимо, никак не получится. Только лазерная сварка отварит мне, дверь в рай отворит. Ключ находится внутри камня Кааби. Тесла, если бы этот камень делал бы азан на каждый намаз. Ну, если бы просто азан держан, я же не знаю, вдруг там кто-то монтировал туда динамик, там, Да, и технически балуется. вполне Да. возможно. И чудо, или то, что как бы все еще проверить, дойти, что это чудо, короче. То есть надо еще, чтобы я убедился, что он за фокус Риттера, я же не знаю, там он Копперфильд статуи свободы скрывал, там полеты совершал на сцене, на трассах, говорят. То есть надо еще Твоя как-то... как тебе? Вот это доказательство, оно должно быть как-то, вот я не знаю, действительно сверхъестественным. Естественно, хырдово, что. А если бы пророк Иисус, алейхиссалям, спустился бы перед всеми вот так на Аль-Бураке и поклонился бы этому камню. Я бы сказал, что это лазерная голограмма. Голограмма уже есть, кстати говоря, их используют. Или китайские дроны, замаскированные под Бурака и Иисуса. Это тоже можно было бы осуществить. Это должно быть что-то экстраординарное. Такое, чтобы мы точно знали, что это невозможно без вмешательства, во-первых. Так мы видим, что это чудо. И второе, что именно от Аллаха, от этой всей бодяги, грабителя караванов, от этого дуи. Еще второе доказательство есть, потому что просто висящий камень, это просто висящий камень, это чудо. А если бы этот камень побелел бы? Ничего не говорит. Химический эксперимент можешь сделать. Если свет вообще-то поляризуется, там можно какие-то фильтры. А если бы этот камень ничем не мог бы, вот, ни сваркой, там, ни ядерным маленьким взрывом, даже царь-бомбой. Бады царь-бомба, чего бы потом не нашли, но тем не менее, что чтобы уверовать, просто какого-то неуничтожимого камня недостаточно. Я тогда уверовал бы, что существует такой камень. А вот как вот этот камень доказывает, что... Ну, он азан, если он азан делал. Ну, допустим, азан, это как, что в пещеру приходил к нему Джабраил. Вот это как это доказывает? И они там разговаривали. Цаюптики, короче... Ну, азан, допустим, азан, что самый аттик было бы, если бы и священное писание, искренне чудо происходит тешлера. Тесла, а если бы этот камень создал бы еще один камень, который бы сам не смог поднять? Я не знаю, это софистика. Ты древнегреческий философ. Бог не может создать камень, который не может поднять. Это все софистика, это не... Здесь ни при чем.
Инца хал гваял и камен это чудо было. Он даже объяснить талуши чулум чудо юбялек объяснить талушиати ну حقيقة نايدو لقر واحد ما بيقني انت اسخن اذا تو ساعت قام يعود يشولش دي ستويت لناخ تتيشك تيشرور تانا تلقوا تانا تلقي قام يعود دايت بلاي حقور تشو ساهو مايلنا اولد ابلوشكو مايت أقدر شو ما تقول قام يعود دميات لدوكنا تانا نا يحكوا ما بيتن كنت يشتو هدو ميلدو بوكي نا كيجينا هدو تحت وبروش زادت ناتو قام يعود درخبو زادت وبروش تون زلوجت دات سوم دلر مداتي تبوستي انتي حلق شو دي ساش خيتش تيش بخلي ابيستي تان فوكوس تكش بو دوكو بوكو ايه لوقتك نو تان اتق ايه تلو شو تك كوبي بو ايه تولر دو حال ايه رينش نو تو ايه تلو كن سراكسون ايه ول سهو بيحكوا اكسو هونتي شو دي ساش يوم شباس Да, он не слышит. Даже вот современный инженер, там с кучей разных устройств в своем этом рюкзаке, если бы он попал бы туда, то действительно целые религии школы репцию без проблем фанатик набирать вот этими своими техническими чудесами. То есть от хрена, да. Но в наше время нужно что-то, да, экстраординарное. Я не знаю. Допустим, телепортация на Луну и еще и раз назад. То есть камень тебя отправляет на Луну, там ты слышишь азан, ходишь по Луне, потом возвращаешься, и космос тебе... انت بوستي هو روبر ادو هو الميكروفون اول ساعه او زوك ياشوش ايش توم اتق سوچول اتخين ويست خلشي يلر برش جو ازدين ساهر شاش تدما واتساب ده تاع سيخ يستيستي تاعم دون ويرتلو تير وهو تاع مشو وجكيتش ديل خيتر ورتان دو انديج وخيا تحبك يورك تمشكيتش Тесла, а если бы с тобой дерево заговорило? Со мной дерево и сообщила бы мне, что Мухаммед передает мне привет, или типа такого что-нибудь, или Джибраил. Про джиннов. Джиннов. Ну да, işte чудеса, что человек верил, пал просто там, да, человек верил, что я тоже человек. Психиатр ты увагла, человек прям, да, Я, бля, батя, джинни пал нам, в эту лечебницу изгоняющую. Можно было бы уже для профилактики, чисто консультация. Анекдот, да, популярный, да, такой, 90-е, по-моему, так, Энти, короче, Комал, короче, до того они ее накурились, и машин куахкве аль-шейки, сами кейта, бахан, машин жигули чухин, хала, тина, храхшила, цари. А на самом деле машин гюркшти, я яхкан хила таи. А хариш хакара хала латиншаш, дабил бумеч, и тучу курхила син кура болших. Руль حيزوش خلنا ليه ونبرا يختار أصلا بويسن كتير ده أرق يعني بالبال سامو مشي المواتين يعني اشتعطي يعني شو حاجة مذكوري كده شوش تهرش زي 100 كيلومتر وتشاشر بوش ده حاجة ده ولا بقى شيء بالبال خير لا سامو اشتعتكو تيبو إنك دوش ده إسنا بلا بقى شيء بالبال بهرم الشيك ويرولقصو. По-моему, Мугартюанун, Ты как будто говоришь, как будто мне эти чудеса уже показали. Ты сперва покажи, а то отпечатано было. Да, как будто это сунешь гейтан, а ты так рассуждаешь, а если бы, Аллах или, не знаю, хотя бы Джибраил со своим этим 5000 лет, тут сумел, 6000 лет, тут со своим этим опытом сумел бы мне как-то удивить и доказательства перевести неопровержимые, чтобы я поверил. Вся проблема моя. Тесла,
А ты не допускаешь, вот, например, с тобой Джабраил вышел на связь, там, на контакт, или камень с тобой, или дерево поговорили. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Тесла, Гаудеш, Муда, Халдеш, Аллаху Машаллах, туда-сюда. И ты ходишь, людям говоришь, Сун, Дел, Шауй, Хайтна, Шушанла, Атиеш, Шанла, Матиеш, и тебе не верят. Вот. Как ты, мухаря состояние? Это нормально? Почему они должны? С какого дуба они должны мне верить? Это правильно? И правда, ты как бы перепрыгнул, что он маршал дует Аллаху. Сейчас я бы стал бы его расспрашивать про Чукотку, про 4.24 или про предопределение. То есть, сейчас Уотер, молодец рисован, короче. Маршал, я сразу побежал людям сообщать, что... Маршал, да, это одно, а что хокунг. И даже элдат, дальше не скажи, это sich dalu shuma dutzung nach bei Erzebosch on может и за один час окунт ил мисинти чакала ят шамит шуца о каруба ахбайс и нахта хидаш bei Erzebosch делик шик даже шмадai тун ху проблеми хокун гадел хокун курки гваш бусига на хидваш бош грабит яш жудри балаш бер хидваш шинси держна дат идин ثانية نورمالنا دات إدين إشمال روشت إمش بيشيت سونيت شمال أور بي قبل الدارج دار ما تخلصون ختان بس تيم بولي حلق تيش خل بول ناخ تيشش بات تيش بوخش بات تيش كيرا بس كاكتر ني سيريوز نحق تجي دادل بس الملوتو شولار دا بدو إنوات плохой репутации истории ценю чокун кун дارج دوش دوتيتو سيك دلوش دلون بس هرتاهم قدوة تجمعات إذا شتوش بايس إنتان ووزر يحدوي разбойник да хайзабьяш буал бацелуш дуй. При этом, Ганнибал, почему ца секунду ачу дуккаца как целый этот команд хилсаизер цигецо на тренировать. Тем более в Америку, если она не открыта, это даяльниц, мацума дать Америке воит мовит. А после него там уже после 800-900 лет дальше Америка я открытым. Ну что время тратил? Америке воит видишь. Австралия воит тавиз. Цик мобу нахаш. На остров Пасхи, там океан, острова Океании, там Пацифика, везде Шри-Ланки, то есть везде надо поспеть, короче. Африка не открытая. До 19 века Центральная Африка это белое пятно, короче. Да. Тем более Австралия когда открыта? Вообще это открыта, моя Австралия. В 1700 году голландцы открыли, то есть это вообще... Вообще, представьте, тысячи с лишним лет спустя. А им открыть одно, его надо и освоить, осваивать, там еще долгий процесс. Там открыть это побережье открыли. Ганнибал, открытие наш христианство, голландство, то есть мусульман, еще там 200 лет минимум. Да, мусульман, закачивает, там сколько лет пройдет, да. И цане почалки, чунки доллар да церхун да нах цане почалки, и лур батер, нас мю يق город يقاش أكتك سنسوك تحتك إيه هو واترتك أبرزون نخ شودش باخر تاني شودة أبس نتياك أبس دير الإير مدو سون كرينش أقر أوضل نخ بوشا أشول شعبيش بوسون كرين الدين ده جو خيشان هاوهنا واتون إشي يقول هاي الكروك جات الشا أشول إتسا Даже там же не поверили ему люди, он просто пошел, нанял банду и начал грабить караваны просто. Тем более, дин даржвашвол, он должен шейком я понимаю, так даржваштуй. وهيقوم هيدا وش بلا مش جرابت ياش اشو هو درجوش مش درجين هو ثاني قومت ايوانا وصح بتشالك ايوانا وصح هو درجوش وهيزود ربا لان جرابت ياش يجلجي بيرجع تقول لنا دين درجو وايد كاكوي درجو صح ارلا واتر وانا دين ايش درجو Ветеран, 11 судей, по-моему, 14 сейчас наложницов. Тагивает, ли у него время будет день дождь. بس تنبوس ملو چقول شو چه هودی اشکال تقیت شو این وقت دین در جو نه تنبوس ملو زود شو چقول شو این زود دین در جو خیر داد این کوی رو دین چقول شو دین هودی Он днем отсыпался,
Da sonra yok yol değil şey atsypats de şimdi modu yok atsypat büsen aktivne jiz akşedo tim bolje još gokon büsen napadene büsen bel şuliş din yok yol işbalur batsun da guçu bu хидиез humiyez yo malkhya işbahat lo malkhya sada diş поэтому не büsen napadene yaşılata nexya jiz noçu bola kuşmada وين هالشوكل yok Vikram, vi ste Жабра, отчет Кайкан Мухаммед. Как там продвигается Дин даже? ولا شولتك خاطون Kostritsa tsarum shahara mal hu ila madati no etche nach yeshatso shu batso usbul ach nach bat конечно iyalır bu asbaya ya понимаете та подчалкя и клияр суни ташак тикёй туряти сразу та эне чуку сурвари тем более дал ваятен волтак шипанцер его цаези хавен хуерич качу гер панку гер كانشو بيليني ها اي وقت سيز دالويتن وهيتي دين دارجينا دوتشنات شو هو يرجين شو خيت شوات اس اربي واخكري ار ولا وات هاي تشيت زودا يشدي شو تك походу Йорк коммерция حياة الخواتم بوتو Yok değil. Şu an Бахтаре о кальчу гугю уку мостакым гугю Yetan liudis modu tavar meolek istachmete Так, кто у нас? Testa çekrak tutar. Tüm böyle tüm yalgıl do gergıl zudur kurdusun. Çok zudya etnik çoğu etnik халив şkil bu. Yetiyor. Zudur surхылk tüm yalgım строить yaşlı не по заслугам таком что zudur. Nin çunga yuataya etniyor. Abu Bakır var ya etnik. Şu ha şu atkaz вообще dünya har. Daha el khirder Abu Bakır yok халif khirwatsaron. Ayel khirwatsaron Umar khirwatsaron. Kumsaya Osman khirwatsaron kokul sa ikşolonik sayid ya bas. İşte zudur skul daniş del işin ta private khalif şu ba. Ater mel ötli hudu. Zudri bu o çun kulduk yergir. Da emel zudur kulduk se. Представьте. Строить яш мел долма zudur kuldat. İşte koksun hum duy. اتشني شايات يعني المؤاوية يشاء يخلف خواتر إذا مؤاوية إذا تشني يشاء يعني نخلق وتقوى يمال لك حقوق يعني نجري تشمل باش إشبك درجة خلش وتصحى خلي زود يغيتني يعني إنك أتوك خلق واش يعني هو اللي بك خارج تانيك خارج إيش تخلش ما خلي إيه Да, у них там был семейный кибуц. Семейный подряд был. Санта Барбара, كيهما داتسون إيش وقي Санта Барбара. Скорее не Санта-Барбара, а рабыня Изаура. То есть рабыш Мабытига. Sundela do hokwa ya yali nir box wo tag wacht hokke gergel won der box ita kun khlibish do yochtun bersh dakhich hokwa shi ni zayish yali ni oy tang yagitan hokun interish kahdu ichi kuid huda zal gosun и праведный халиф актем более дини вош йолсман ягуру ала hokwa tan yali ne wukun yagitan itun del belkhshul bukish yolsman yakun yagitan del hokun gig del wacht Идин дель белых бук шелс мне. О, Аллах, нечестивы твои богословы. Каждый хочет быть праведным только на слове. Мутураев. Вистрел. Ну, по поводу того, что там... Свобода шиист багал. دقم أدق أهونس عجيم أتمت قلقة يوم مقدات أو خاطر درس لو راس الإبراهيم يستغل تان أو شقاق على تعمو أتبتشات وإفشو وخودت ومسانا وات المودك ديتن هشقيت أجا قاش تايش الميكروفون دقا أباكي سوچا واتسر هنگ ويسترل يرشورا.
Это украинец, рехкуд, это рехки камершись, просто Дона, рехки. чуйте, А, из украинец, ватте. минута, Украинец, но украинец, ватте. Sonuçta baş işte dik çok da yaşamıyor. Да, украинец, ватте, чтобы его за Просто Украину отвечать, за момент вопросы чуйте, задавать. яхты тату, момент чельч. Тебе шехик беркуз дук, ях мегетер, Ama Escuche, oraya duyuyor Stugan rez duyuyor tema leçko. دار واتقصد عنا تيما لتوجه سوي ويتهن دقيش بوهن ريزوه وتأمس لتغاسون عديش ليش نفاك تهن ويليوش بوه إن بوتلم خاسون يا فيجو Hala o çurt o bu tema bel. Hawal şna arka ben. Az bistahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. İşte bu. Şiyen полностью. Да, в жизни Наймаз финдус де. маду. Ну, саму можно, а саму мы олур кучу. Это юк вложить из царас, это внутри, пропеллер ин. Раз, можно. Но я Ne. выше. Hala işte abette yol işte. Tabii. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sun işleyemez diye полностью. Полностью. Кастетский, Ботан, Aynen hem o şaddek biz prekaslı da diye so iş просто образ беят sun tevirzin deşkana Allah'ın dersen. إبراهيم إشتر كورت حبيش ذات أو ما ديك أخش دكتور أستنس ذات إذا مخاسون was инструкция. Типа, как я кум хала, любой, короче, желание исполнить. Ну только в пользу. أما شنو الذي يدخل دريسك طريحة يتحول لك حتبولة الفوق حابة короче أتقدرنا короче ترى متى وير طوب متى شو أبو أجيب مشتدات يوقع إحكي دلتهم إبراهيم ну إذا уже все пройти догнать, здесь иштхавин хоть давай сделки ойшму нормально на 50 на 50 ألف отцу أحيقة إيش ذات ده مليونير العبه وقر اشتهم خيش Ибраим, حلوت كوك сразу полицию حالات دعوي كوك Ибраим, представь, ты сидишь ночью у окна, и а к тебе к окну что подлетает левитировать Теж Кастецкий, сидя в позе лотоса, и говорит тебе «Ассаламу алейкум». Так ты стал бы верить в ислам, который Кастецкий говорит полностью? Да, пункты чует вещь, может, что чует. Чудо Хермадуи, он же левитировать будет. Падай, концадите. О, я не знаю, молодые, может, там получилось бы мил облик на каймажин, и что спуститься, и что 10 метров лакаош. Соушун ердушун че вейтиш болш, это уже Тесла, а представь, действительно, что подлететь, фу, выражаешь, мертвый петляешь, Кастекский, то есть у окна, да, шум, 6 штор, халаевич, чувал, я говорю, короче, ты теперь должен уверовать в Каламат, короче, который я рассказал про это, про сауну. Могу, короче, палбу будет, тебе надо либо... Чтобы доказать свою приверженность к Аллаху и исламу, ты должен жениться на двоюродной сестре Альцуя. Да. Вообще. Или надо 3 камня, надо нечетно пользоваться. Шайл и Туган, мачо, резда, Тугул и Туган, Удинацин. Бехкам бацу Туги. очень дабан, будхацун резда, скертер дабан, Туг буаду.
يرتع إيش لروس توق برزو كقبل برز أو وجدوا تقع بيتن برز ها Kстати, Лизгинш бац, термотат, кудоха, хауслиш, интересно даже. هو هوير سنتا خك يقتقنا أذربيجانسكي أكرتشا هو شك تقوقت إيش صاحبهم ده تقع Что-то из этой серии, но помягче. Уктаварш, это кылб мадуя кылб. Qilb doe только объект onrecht qilban. Типа onrecht qilban. Такие хунди акши оба это. Ну, вот видишь. обязательно от Улкбин هنا شو определить от угол Хельчен از Илбин это недостаточно что ли? Дело в том, что какая-то вещь выполняет вот у нас функцию направления, когда ее издалека видно. То есть видишь гору, на ту гору направление. Видишь вышку, на ту вышку направление. А холтана на земле алшболтул никакое направление он не выполняет функцию, во-первых. Символический главное, что-то такое. Но символ, еля символин, объект, першнахан, ты кукш, бяч из-за этого. По 3000. Дия яхлу шоломени. Передвину, тем более жимтуг и направление хули лада, тем более мало, если 20 лет дабя халатин хулча. Дия яхлу. Ветеран, гуш мабати, чтобы направление хагайта. Я понимаю, Ахмал, лам, хума гуш буй, он вагенер гой, все видят. Хар гуш бацума, да, тем более его можно передвинуть. Даба еще будет, тем более, даба нахил. Жим передвинуть елушилом направление хулил дать. Ахмал, лам, генер гуш шума, там хочешь, не хочешь, ханит бати, дабака, сабака. А так направление это можно поменять, передвинул предмет. مر من لك زبيت لك شتا ولا لا أشوف رودي تعاهم يتقت نو انت قدني دحيا سخو شاسوتش Да, да. موكشلا وسط وجويتر наказание месте он صخات عم مستردم بالانتيا Татуг слишком двухвесит, считаешь. Я مش بس إذا خل شرسون حاوسن إمونتيات إنه تأخ أخون تأخ خاصة وش عشوق درس نرمال إسرائيل تبدأ تدم حبي إبراهيم نايت داتش كسرنا هما داتش مقبل لا تبغى درس خير Адашо адаллах ицадуч хазирсуна наксан хал асхаб зудри дабил шалабах наксан эц асхаб ши сама лазина ясам хулсалча нас дал вицвелай луга ирия дают шалабах ниса ласа деги хазирсуна Почему? Слишком много. Зар хума халш кинуаш дадох что барасан анияци. Так, кто у нас следующий? Что-то сегодня у нас Грил идет. Разговор. Темы нету. И истощены наши запасы тем. Нужно что новое, свежее, кровь. Ахин чудо درسه تكسود دامو يوتشون سابق وتسخش دايو يشوش بايات تزوكرات شو بات او دايو ديردات но انت Да, что она купит будет? Спарте ахилог Спарте ахилог درس ну цери законодатель ликур колцур его что да кан ну ца
личность, хил олш исторический личность, олш соболчар, я олш лючкте. Вот тега ударас вещи. И сравнительно жизнеописание, юх, Плутарху Язин. Так, тега, ликур гуцун, он кого-то из римских законодателей с ним сравнивает, тега удар. Это из партии, Спартанч, события, вет хулицер, вот это, о, я то шубу. Это вет я. سويتش مسار حيزو شلي أرا والي شو ذات هو مسار شو جوا يرحو وبشة كروتشي إسكوبيت سداه دويسون خيوريان شكل سويد خير بالهوب دنيا ذات هو جو خلق سير يهوكا سير مخيلدو وهوكا يتودنش دو سچن يحتيا شو متوز دولو كار سچن يحتيا شو ينقش مداي يويتانوك تشيوكت سامبولا هي عشان وست يا يوك بيبليوتيك كنيكشكا عشان يميل ريليجيوزных религия тут хукерду и вот и тюрнаш хердук тут я язил кю махерда вот имел дол тюра элдит дуки хасачилит имел дол элдит хердук тун но кут тун кита илмом хердатун вот и тюрнаш дюрстаг ладух шочи баас вот и элдит шту элер бахер вот азут чу хардер هو ما ليش در وش در تا سيريوس حلا تندوش вот и тюрнаш ду вот зани накопились за тысяч 500 лет вот киш книг шхит. Раньше 1500 книг хулила модат язин литературу. 1000 лет назад Эльдич Мялдик появились в последнее время. И книг шхит юкъел мою. Хала и книги, та книга мацахлсер. Книга законч хилита та почак кализ. Гамашка сер и каранца хил хундяч идица соблюдать гамашку боддирш болет. И макки кигера дашхила яцигаха. Ну, ах, еще почак квалиулись, ах, и варан ах юдал дукте, как закон ще юдал кан баис, и то неудачно. Просто на аудал хил, и тур сам дум ятцана, хил хума мадати хал, гуш маду уэле улич баис. Потом появился Коран, он дальше ца почак квалан, и управлять на цахум диесцена, а габашка цун худу, кто его будет слушать этот Коран? Кто будет его объяснять, че бедуинж, эмкош я, дас хяхкуш был. Книга есть, я говорю, лил рухи. Где эти книги? Тут я говорю, доцан, рабашка, цапалатки, те он херчун. Книга есть, он. Где книг шмечаю? Я здесь, я говорю, лил байс. Потом появились. Ну, китайский, серия книг, бумаг, хадиш, книг, хадиш. Ишь, das яржин байс. Не было. Сахил лумает. Салахшин хаязин, саум хил хирисера. Не было. А хин сокет, я целый библиотеки. Целые библиотеки юк и хаязин. Но кьечо таган хуго мелдек элди тукет я элер бахарал. Ветеран, тахан китаец ла, африканец ла, японец еще, осмас, бютук бац. Тахан шей пачалканы, шей оман, адикда. Этен хум мету атагаш башклил шук. Мелвек, ой. Дальше нету, выйду тогда трупы. Я не вижу никакого другой нации, чтобы он шейца хум диттин таатқидек хава дехтан лио. Мусу лохш гайгаш бук шейчан. Гордится, да. Вай, он таха за весь этот 1,5 миллиарда бусул саган, халха лахиттин. Терпели кое-то делаешь. Эгуксун, эсос дуксун гуш. Просто халхо хайдек амадай. Тут эхти амди, мет ниш амди, хидек амди. Чем больше знать будешь, умнее будешь. Но в первую очередь, не мот, тут и задудешь, динда. Шидек, дуй шидек, нистин. Цеешь алхетсун, хуманшлац. Сразу квасса через 3 забора перешел, уют сахошеш. Ты что, эйха эпал юх охкус, квасса кокер диха а хочу дим морестаешь, и все. Дохку мадатас просто хай чун, хай варидаш кетчен, вахдилина, тухи абру биттай. Кидек хайец, макислаешь дас. Постарайтесь хун дехна, хухан яхнацар, мерз яхнацар.
أثار مار شون تايانا حني تحبينا هم لا تعمش تقول который сегодня доступно очень хорошо. كوارت شو تجن بس انت ايه هاي الليتراتورة فيت شو تجن это бесполезная литература цун ладуа дуагдор мадат киетам бошол тагват та элер бахер бокста türнеш дуй үш дуйш мелле газинит хане лурдатк хане өряттэг ахорш учёныш буэл и türнеш хан и элдич türнеш иш проверит лур ханес ба ладуа дуагдор дат цун саг ладуа лурдоч и цатцам цаум хатос кшул انت كدير وخوج احمد دو ميلو يو اميلديش короче ايسا بايخ من سابقت اوغينير سنت اوغي حيوش ورس ياتسوال سابقت اوغبر اخ دال الرتون خلا حيوجي تون هماتياتوال حيوش حوتون دلا هرت اوغي احتياتوال حيجرسو اخ ات اوغ بيق ابلت يوقي ساتك ارвелер бокс представьте этот человек сидит сейчас важный видом ученый видом и türdü çukar haja etu gladu gabaj bas türnеш dal isa poyg her eler waj eler bo isa humsh da ta nit yu nis nach halqa tu hu eler وتلقي حيوش خلقهم ما تالتيت تلقي حيوش ورا الحيوش خلق اللي تلقي حيوش وين اللي يسوقوا قال لا حيوش يلا تا هو بشي انت تا بوستو قمير شتا يومش دوتش اش بكر نخبات Мажга и тюрнеш лют. Мажга и тюрнеш лют, что бы малыш. И эти люди слушают, и тюрнеш кладух, аж букцу чуа. Докпун док. Это тюрнеш, кстати, что кладух, ак это чуа нах. Что аудал нах, мы что аудал за что тюрнеш кладух, да. Хамшин, ну это тюрни ладух, двагдар, терпение хиллер ханьёш, аж да. Цейтек метор мават. Хамшин, ну и тюрни, и хельш доли тюрнеш, да цая этшун. ويتيات وقصو وهر تورنش لا مو دور دوال عشان كوارت خل سبيت تور دوخه يكنيك شازر تورنش دوتش هر الديتش دوتش هر الديتني همش الر باخر تاني بريفيريت دلور دوتش يحدوك يدوك يدين خيو ما دات أقص خفيش شوق أواسك موزن بوخش إيش أحموية لا لقوا بتساعدني أتوديش لك إيش تعجن عندي تقول لك تعرفت ما تعرفت بتران تيتا ديتش دات إيش أستون بيرن حاليا أقو مجن وقسكرتي سؤالك وجه بقيت أزها تبغت يرعام دي وش تبغت تتو حدلك من عامو ذات صار أدقون يقول تخن جو حتى غير نخوجة ويني تتعام يردر سنسار وشونش بوخش بوخش نيجوتي ويني أويرتا شنسا أباك هذا تعام يردرس ученый олксар исламский ца исламский ученый у исламский именно исламский ученый ца открытый одно пользоваться деш сама хайшу ца исламский ученый у на таки ислама богш бешбари ца открытый ца мику якын халк ян пайдян ца мику якын одно пользоваться деш сама хайшу ца не دات دلع خوك در الشيشة غير قانوك سمون قوش Paldies, kāds te gabās, obadies un veterāni. Ejam kaut kam po suku. уже to напиток и сят also. Tahum yok yakın, tahum dat. Tahum du eldit meldek türnes du eldit. Ayş ser eller voj eller boxta eldit du wel is dat. Doot wo yuhar eller yuhuk wo woj eller box. Tane khumsh dat eldit wat ich hakser. Meldol eldit du ser haguldin. يحدث meldek eldit du. خلي يسألك подтвердить مجاز. по сегодняшний день икрушки нащет сега бокыш и бадоэ. Цен бадоэ. Аздаш тани خلصة غيتت إشتى إردرس ناخشين درب ليوش داتشة دربن باندوش إشت مسما دو الله إشتى إردرس دات تاني ليلي نشبو ناخ بات ويني ناخ
هني خلصة غيت إتا عشان درب خير داترتي إشت خلال إشت نشخر بو دال درب دولتان تنخدنا دال مارشال دولتان كشوتشن Вейлишенс. Амин. Да, я помню, тоже Жимасо. Короче, это ухо, я тоже, ну, легко юха оценил. И что отжидаешь, мутишь. Я видел это, ну, оценишь, что читаю худую загнать, то не было возможности. Жабят, это لا تخن كبر ووش تستعمل أو تحيش لا تخش تتعبوت كإيه سوش كيستحلوش كبر أوش أبوش شيء شغل لوش أتجاه خبر جابن شو تيخ كيشات هذا جودي يعني فيديو إيمن تجاه جنقصون الدار راز ويتها غر اللي شو مقيسوي ووقشع كان يتحقق من العبيد يهون يتيقل بأتنا جاب تحت فيندسونكم جاب ويسون طريقة خيط الشات يجيل اشتعبها كرئنا أزال أبدي وتيشا جنسون خدوي يعني دقنا أزيائنا كون حاجة يعني دستهم عير أزداد أني اعترفتهم تشتعون لي برسالة نبض من الدنيا واحد رسالة أجاب حالات أزرز دي وتي тоже терпение ума моей легкие персоны, да. Короче, в момент добьешься, медицинский. Каушься зачем все равно загуля, не такие, конечно, серьезные. Например, подорожник, охадишь, газ, истегишь, так, и на все. И ошибся. Вот такие моменты. أسيت ألا جا إسين جنن هما إشدو يتساعدوا دارب ليوخش نا ليلدا بس هين خاطر خيش كيبردو إي سون خاي دون أرجرم شو أريو جد كستوي لبا أقرو لبا ديني غمني بس هو بروس إشدو إسليدوانيين إتخاقصون تاو ما دويتنخ إسليدوانيين ها داربني دولة داتسال إي وبشم تخاقصون سنو دي قوما شن خاي Milnāk жидкостью там. أم culture صديق خوغر وجهولا سون موخ الخي تخان تعاون تشيت لاس لو هم ждать это однозначно против этого. Сун Саббалчар в полевых условиях в качестве дезинфекции использовать винметтик хаза, но внутренний и вообще حديث то бьёхал мук вредно и уже отработано организму эрнал те бьёхал динхумне короче юне по второму кругу чуя и чего опасно будет. ما باخر إبراهيم внутренний قطع يجي ابن موخ أو يودي أتون مثلا безопасность. Один момент там это нормально. Ну чтобы это любой день там говорит, это его аяк бош, лин был нах мабу. Вечер молодежь мухдер бердат, то бер истав кушокача. Это дегмилош гинасун. Я видел это. Но это я не воспринимаю это. Единственное, это дезинфекция.
Это я понимаю. منقولش بيخم شخل بوخش نوليوتش تخل باش حديث ريح ليتش إمال بول نت دابيرو بوخشتي منقولش هو اللي الواش شخل على سني شاش دابيرخش ملخي هم تخلش يقور لكتير فخد بوي تيمول شخل بختر نهوك اللي الورق يحط شخل بوخش امسخش شنو بشيء Auch Deutsch ist Mongols, Ювош, это литература. Там за 10 километров уже гул слышал, юх хожет, и жир обшли, короче, бог, он ждите сказки, да, тоже. Хож даже лацал, уходили, короче, отступать дальше. Сказка, сказать, он боится. إبراهيم هارين زابس شقوش شو قوس أحقوسي وديتن دولش العيال ها استقوس ها استقوس بيس خوشوح ذا بيس يش تقوش سبولشير سبولشير هو إس جبنا ندقوش بس بوكو شايف تا وين قصدي بوكو شايف ذا بيس هو تقوش نو هين سياشو يات سونسخ Нарская история. Каждый через час-два посмотри и все, найдешь. نفسك история إلى Или Ютубе. Так мокш болнага шун خسر أوراني تربية والشدات يهم شاليل دعناخ تقول سونكش هر أمكلت دجما وسمس دبعتي كحلار ناخ تجي دعيوخ سون خزادات اتخنا دارول دلر ماتشوسوي وجم شا غاسل شكر در حد إن تكنيش برشو شرطة أوراني تربية بوشتي ناخ شتونكش فالشناها اشتامش ليل دكتور سون مو إردو دم دوناهم Вернут эйчун санишен история лэшэш монголш там или там за 30 даже километров через атаки там и бёш тот гулёш юх уже это хаёш утавуожёш латош отступать дарбо собасничий телакау ну ля тумахайшун Какие таранцы? Лич, этот монголс, они вообще там не купались, юршаш, перед атакой был, это жир окшил, дерек, сау хожил, слать. И, короче, атаку был, наперед за 10 километров уже гул хашил, и уже режим я Юлевич, этот запах, да, цаешки хожёкш, да, цуо хожёкш. Эхож халго хапоч. Эхож лацелаш, отступать до школы бошиш. Хал дич хазираксон, здесь подтвердить, да, есть история, хо сам уйшу поча. Сон хазда. Против ветра бьешь لا يوغرياتي جور هاكن ويتفتش عن مخ مقيتي تاق إح مخ حبوخش بلاد أقيم يغدان بوي تاري حوضا إيسي سسبيني ويتر تاق خلطان بوي Ну, а видишь, она язина, ешна, хазишина. Сон хазда.